она притягивает собой своей красотой мужчину, в ней больше силы. Когда они живут вместе, уже у мужчины больше силы. Пока у женщины больше силы, она так должна диктовать свои условия. Если она не диктует свои условия, значит мужчина будет наглеть все больше и больше. Но вообще классическая ведическая культура говорит, что женщина вообще до женитьбы не должна подпускать мужчину к своему телу. Это для женщины самый простой вариант решить ситуацию. Потому что когда женщина подпустила мужчину к своему телу, тогда она теряет силу в отношениях, а он увеличивает. У нее увеличивается привязанность к нему, а у него привязанность уменьшается. Она любит его больше, а он любит ее меньше. И поэтому женщина, которая дает возможность мужчине с собой заниматься сексом, но при этом не расписана с ним, она фактически попадает в рабство, телесное и психическое рабство по отношению к этому мужчине. И он может делать все, что хочет. Он может, допустим, сказать: а мы с тобой вообще женимся через 10 лет. И так далее. Любые фразы могут прозвучать. И это означает неправильное поведение женщины в целом. Женщина должна держать мужчину на расстоянии, пока он не созреет до женитьбы. А вот если она будет его держать на расстоянии, то созревание это будет происходить быстрее. Будет добиваться, потому что мужчине надо добиваться. Будет добиваться женщину, и тогда, естественно, он дойдет до ЗАГСа с ней вместе. И все это происходит достаточно быстро. Но если женщина позволяет ему лежать с собой в постели, наслаждаться собой, своим телом, но при этом мужчина не выполняет свои обязанности, это значит, что она поступает неправильно в этих отношениях. Поэтому сейчас надо эти отношения остановить и ставить условия мужчине, пока он привязан. Потому что со временем его привязанность будет таять, потом он даст пинка под зад, найдет себе другую и будет поступать точно так же. Тоже ее склонит в постель, будет наслаждаться, потом опять пинка под зад, и так следующую, пока не надоест. Пока не нарвется на нормальную девушку, которая скажет: сначала ЗАГС, потом постель. Вы услышали все, женщины? А теперь думайте головой, как жить дальше. Потому что культура наша, она по-другому работает. Все работает по-другому. Женщина часто боится: а вдруг он меня вообще бросит, если я ему не буду позволять ничего. Наоборот, когда женщина ничего не позволяет, она становится более сладкой, недоступной, красивой, любимой и так далее. Когда все позволяют, она надоедает быстро. Помогите, не знаю, как поступить. Моя мама живет с братом, с младшим, он ее обижает, она его боится, и уйти от него не может. Жалко, дом они его с отцом построили. Отец ушел в жизнь 20 лет назад. Он никого в дом не пускает, собирает все пожитки и топоры и ждет, когда я приеду. Я вызывала милицию, но у них не было оснований его забрать, так как нет свидетелей. В общем, я понимаю, что, может, не оставят, только мама постоянно жалуется. Не знаю, что делать, это крик души. Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube, поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми, потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру. В этой ситуации виновата мама, а не брат. Есть такое понятие привязанности к своему ребенку. Когда женщина привязана к сыну, она сначала его балует, потом он становится очень жестоким в результате. И сама по себе эта привязанность, она заставляет его прощать вот это поведение. Ну, то есть мама бы сама могла вызвать милицию вообще-то на него и его поставить на место. Но она этого не делает, потому что ей жалко его. Из этой жалости, а это не хорошее чувство, это греховное чувство, она его продолжает баловать и мучить. Поэтому, если мама звонит по телефону: доченька, помоги, что делать, надо сказать этой маме, что
Я тебе не могу помочь, потому что ты должна сама разобраться со своей жизнью. Если ты хочешь себе помочь, надо просто вызвать милицию на человека, который тебя бьет, пусть это твой сын, и наказать его. Потому что если родители не наказывают своих детей, то дети могут вообще превратиться в преступников. Сейчас на Западе такая культура развивается, что детей наказывать не надо. А веды объясняют, что наказание – это более высокая форма любви, чем поощрение. Сначала люди учатся служить друг другу, а потом учатся воспитывать друг друга. Но если люди не могут воспитывать друг друга, тогда отношений нормальных быть не может. Потому что у каждого человека есть склонность наглеть, вести себя неправильно. Эта склонность, она живет в каждом человеке. И в данном случае женщина, это она позволяет своему сыну издеваться над собой только и всего. Она должна проявить силу духа и заставить его вести себя правильно. Достаточно один раз, два это сделать, и он успокоится, будет вести себя нормально. Или пойдет гулять. Можно его выгнать из дома. Что? Можно вопрос, да? Ну давайте, да. Извините, что перебила. А вот если дети, грубо говоря, осознают потом в дальнейшем, что получается, что они эгоистично относятся к родителям, ну, к примеру, как им попытаться себя изменить, ну, как-то вот, Изменить? ну, или как вот, У нас вся лекция как бы на тему, как себя изменить. То есть надо просто слушать лекцию и потом себя менять в соответствии с этим знанием. Это вопрос уже знания, изучения. То есть это надо слушать лекции и менять себя, изучать все. Раскаяться, если вы спрашиваете, как раскаяться, тоже есть определенное понимание. Раскаяние идет в молитве. Человек просто молится, думает о святом человеке. Постепенно в этой молитве он удовлетворяет Бога своим поведением и приходит прощение в сердце. Потому что часто люди думают, как себя простить. Мы не можем себя ни простить, ни наказать. Само наказание приходит изнутри от Бога. Там есть представительство Бога в сердце, и оно нас наказывает. Поэтому некоторые люди, заблуждаясь, думают, что я могу себя простить как-то и пытаются себя простить. Но это наказание идет не от меня, это идет от Бога. Поэтому если человек молится, раскаивается, приходит время, и ощущение, что он прощен, приходит в сердце. Смотрите фильм «Остров», там вот это описано, как человек добивался прощения, молитвы, покаяния. Может быть, это, там путь такой слишком тяжелый, там монашеский показан, но суть такая, что прощение — это не то, что я могу сам с собой сделать. Я занимаюсь хатха-йогой 4 года, недавно вдохновила сына на занятия, показала комплекс, разминку плюс Сурья Намаскар. Сыну понравилось заниматься, но после нескольких занятий резко поднялась температура и обострились хронические болезни, гайморит и ангина. Переболел, начал заниматься опять обострение. Что делать? Знаете, это уже такой вопрос больше медицинского плана. Это означает, что сама практика гимнастики у вас неправильно выполняется. То есть вам надо делать упражнения сыну более медленно. Каждое упражнение нужно делать очень медленно, потому что его психические каналы, они напрягаются, они прочищаются. То есть вы делаете гимнастику очень быстро. В этом причина его обострения. Потом такому человеку лучше перед гимнастикой делать контрастный душ, чтобы тело разогревалось. И после гимнастики также делать контрастный душ, чтобы снимать напряжение. Но это технические детали, надо с специалистами советоваться. Кто-то из ваших учеников может рассчитать время благоприятное для регистрации брака моего сына? Это можно, у нас на сайте есть консультация астрологов, это несложная вещь. Здесь нет никакого волшебства, там сложно какие-то рассчитать время брака. Это простая процедура. Заходите на сайт, оформляйте заявку и рассчитывайте. Кто оберегает наш город? Красноярск, девушка, вы говорили. Я не знаю.
ко мне не приходят в каждом городе те, кто его оберегает. Ну, то есть не общаются со мной, не знакомятся. Я один раз это увидел, но здесь я не видел ничего такого. То есть однозначно кто-то оберегает, но кто, я не знаю. Не придавайте мне слишком много значений. То есть не надо из меня делать факира. Вот, я вот то, что могу, то могу. Потеряла взаимопонимание с сыном 8 лет, не хочет делать домашние задания, заставляет. Домашние задания ребенок не хочет делать не потому, что он не хочет делать. Дети, они не имеют «хочу, не хочу». Они находятся под влиянием ситуации. Есть несколько причин, по которым он не может или не хочет делать задания домашние. Первая, часто встречающаяся самая причина, это неправильная атмосфера в доме. Если родители балдеют, отец смотрит телевизор, мама говорит по телефону, а ребенка заставляет аскезы совершать, то ясно, что ребенок не будет их совершать, он будет свои виды наслаждения использовать. Играть в компьютерные игры, смотреть детские фильмы, всякие мультфильмы и так далее. Надо создать атмосферу труда, аскезы во время делания домашней работы. А лучше с ребенком садиться и вместе с ним с удовольствием помогать ему это делать, показывая интерес к этой деятельности. То есть нужно энтузиазм вдохновить сердце ребенка, сделать так, чтобы у него появился энтузиазм. Немножечко свои силы прилагать в энтузиазме в этом, закрутить его в этот процесс. Если, допустим, я сам не люблю заниматься самосовершенствованием, я и вас не вдохновлю на это. Не то, что, ну ладно, занимайтесь завтра самосовершенствованием, или занимайтесь самосовершенствованием. Что, от этого что-то меняется? Вы что, пойдете сейчас завтра заниматься, что ли? Да нет, конечно. Это все зависит от того, насколько я сам вдохновлен. Вторая причина – это болезнь. Бывают скрытые тяжелые периоды астрологические у детей, у них снижается возможность заниматься, снижается концентрация внимания, падает возможность внутренне это делать. И дети же не понимают, что у них тяжелый период, они это объясняют как-то по-своему. Мама мне не хочется там и так далее. Бывают причины, почему ребенок не делает домашние задания. Это, допустим, предмет вообще не подходит этому ребенку. Бывает так, что предмет вот этот вот не по природе, он никогда не научится это делать. И интересно, вот как вообще люди живут. Человек может развиваться только в одном направлении, допустим. Если у него литературные способности, то в литературе, если математические, в математике и так далее. Но как устроено наше общество? Вот, допустим, ребенок получает по литературе 5, а по математике 2. Чем его заниматься заставляют родители? Математикой. А чем надо ему заниматься? Литературой, потому что красный цветок желтый не переделаешь. Его надо растить красным. Понимаете, если ребенок в литературе имеет способности, надо его развивать в литературе, и как вот гора, она чем выше, тем больше склоны. Так и ребенок, чем выше он в своей деятельности занимается, тем больше он подтягивает все остальное. Потому что у него в целом много энтузиазма. Но родители что делают? Они говорят, не надо никакой литературы, там и так пятерки, давай математику. А в математике у него вообще, он не может этим заниматься, у него нет природы к этому. Это все равно, что мужику рожать. Иди рожай, иди беременей мужику. Ну как он не может. Ну попробуй. Ну давай посидим, попробуем, попыжимся. Ну давай попробуй забеременеть. Ну давай. Ну никак он не может, у него нет на это природы. Так у детей бывает, нет природы на математике или на литературу. Ну зачем его заставлять? От этого ничего не меняется. Но если человек сам захочет, он сможет это сделать. Вот у меня, допустим, не было с детства природы на то, чтобы изучить иностранные языки. И я просто сам потом в юности как захотел изучать веды, начал изучать хинди, английский. Учил. И хинди сейчас еще до сих пор учу, а английский уже нормально, то есть понимаю все. Понимаете, но это мне далось очень тяжело, потому что я сам захотел. И почему я захотел? Потому что я развивался хорошо как личность, делая то, что мне надо делать. Одна женщина на консультации меня спрашивает: Олег Геннадьевич,
У меня ребенок такой, вообще такой дурак растет. Я говорю, а что такое? Ну, он в школу ходит, там ничего не делает. Я говорю, а чем он занимается? Ну, он в сборной Москвы по хоккею. Дурак, сборная Москвы по хоккею. Так он, наоборот, очень талантливый человек. И он будет тренером по хоккею в хорошем будущем. Зачем его заниматься, заставлять делать то, что ему не по природе? И непонятно, кто здесь дурак вообще. Ребенок, который развивается хорошо, или мать, которая не дает ему развиваться. Проанализируйте, вот записка по поводу воспитания, проанализируйте все, что я сказал, послушайте лекции побольше еще по воспитанию детей, изучите эту тему. В целом, если ребенок, допустим, это не его природа, математика, ну тогда Бог с ним, пускай не учится. Если он вообще не учится, а гуляет на улице, плохие друзья у него, это значит, что у вас дома плохая атмосфера. Вы не любите друг друга, поэтому ребенок привлечен улицей. Если он болеет, просто тяжело себя чувствует психически, разберитесь в этом. Значит, надо его вообще мучить, подождите немножко, он попозже начнет учиться. Если вы все расслаблены дома и не хотите ничего делать сами, ребенок тоже ничего не будет делать, потому что у него не хватает силы на это. Вопрос на тему дети-вегетарианцы. Не кормить ребенка мясом было решением мужа. Я много читал на эту тему, но чувствую беспокойство. Есть среди наших друзей нет подобных примеров. Я такой пример. У меня ребенок никогда не ел мясо, вырос здоровым, счастливым. У меня сотни таких примеров. Все друзья, вегетарианцы, у всех детей растут без мяса. Стоит ли, на ваш взгляд, переходить, переживать по этому поводу? Можете переживать. Интересный был опыт общения с маленькими вегетарианскими ребенок с рождения вегетарианца. Спасибо. Да у меня тут даже есть куча, вот организаторы моих лекций, у них 3 детей, все вегетарианцы, все нормально развиваются, никто не болеет. Понимаете, вот вегетарианская пища это такая же пища, то есть там есть молочные белки, они усваиваются намного быстрее, чем мясо. Вот сметана, она усваивается в десятки раз быстрее, чем мясо. Сыр в несколько раз быстрее. Если взять, допустим, в кастрюлю, сделать физиологический раствор солевой, положить кусок мяса и кусок сыра и начать варить. Ну то, что солевой раствор как в желудке. Сыр развалится в пыль за 2 часа, а мясо за 10. Понимаете, да? Ну и что лучше тогда есть? Я 1 раз в день поел и все, и свободен. У меня все переваривается качественно и хорошо. А те, кто мясо едят, им надо 3 раза в день есть, потому что мясо не доваривается, оно проходит по кишечнику, выходит, и опять кушать хочется. А организм много сил затратил на это пищеварение, понимаете? Молочные белки такие же, как мясные, какая разница, это тоже животные белки, они нормально усваиваются. Проблем никаких нет. Просто у вас нет знаний на этот счет. Вам врачи втыкают эту информацию, что в мясе есть незаменимые аминокислоты. Эта идея была где-то 50-е годы прошлого столетия, что есть в мясе есть незаменимые аминокислоты. В 1979 году ученые уже доказали, в 1979 году уже доказали, что это все ерунда, что никаких незаменимых аминокислот в мясе нет, что они все есть в обычных зерновых продуктах, овощах, ну то есть все эти аминокислоты заменимы. Но врачи остались в этой позиции, что мясо надо есть, потому что оно незаменимое. Это бред полный. Современная диетология говорит, что мясо является главным канцерогеном. У нас была передача по холестерину в Москве, там было несколько академиков, я не знаю, как меня тоже туда посадили, я не академик. Вот. Но идея в том заключается, что самые главные диетологи страны считают, что мясо это вредный продукт для здоровья. Уже сейчас. Но наши врачи по старинке все мучают народ тем, что мясо это как бы незаменимая пища. Она очень вредная пища. Есть много диссертаций, которые показывают, что эти люди без мяса питаются, у них в среднем на 15-20 лет больше продолжительность жизни. Понимаете?
Ну, то есть говорить о том, что вот без мяса прожить невозможно, это бред полный вообще. То есть эта пища питания намного лучше и качественнее. Кроме того, сейчас как мясо выращивают антибиотиками, гормонами этих всех животных пичкают, чтобы быстрее росли, а потом это нам впихивают. И люди, которые едят мясо, они все гормонально зависимые уже. Они на этих гормонах живут, которые кормят животных. Думаю, выбирать. Вот. Ну, то есть, как бы бояться питаться без мяса глупо, потому что это более практичное и здоровое питание. Просто часто люди вегетарианскую пищу понимают под какое-то питание чисто капустки, то есть есть такое понятие, как православный пост. И вот без мяса питание отождествляется сейчас у людей как постное питание. Но вегетарианство не постное питание, то есть не пища маслянистая очень, достаточно много масла в пище. И, кстати, если это не мясной жир, то это в холестерин не превращается. Если пища маслянистая у человека, но не мясная, то это не становится холестерином в крови. Не надо думать, что растительные масла превращают кровь в холестерин. Это бред полный. Вот у меня пища очень маслянистая, я масла много ем, белка во время питания, и у меня нет никакого холестерина в крови лишнего. Мне 50 лет, у меня нормальное здоровье, я никогда не обращался к врачу. Я сам врач. То есть у меня нет проблем, то есть я не парюсь со здоровьем. Некоторые 50 лет уже кости сыпятся, мне не сыпется ничего, отлично, живу, счастливый, напряженная, жизнь такая активная, езжу по всей стране. Девушка пережила тяжелые расставания, и мы чувствуем проблемы, связанные с этим. В том, чтобы построить семью. Вы знаете, неполная записка. То есть то ли девушка со мной рассталась, и мы чувствуем переживания, то ли она с кем-то до этого рассталась. И если хотите, вот вы написали, встаньте и скажите, что вы чувствуете. Я вам отвечу. Я не понял записку просто. Если девушка рассталась до этого, и вы с ней пытаетесь построить сейчас семью, то это невозможно, потому что человек, который расстался, и особенно его бросили, ему надо пережить стресс сначала. На это требуется 1,5 года где-то. И пока человек стресс не переживет, он не может новую семью создать. Ему надо сначала успокоиться. Поэтому не время создавать семью точно. Нужно его успокоить сначала, чтобы он успокоился, прошло время, а потом уже дальше пытаться новые отношения строить. У меня есть лекция «Преодоление стресса», семинар, послушайте, там об этом говорится. Если все то, что происходит внутри организма человека, контролирует сверхдуша, то откуда берутся болезни? Болезни берутся от наших поступков плохих. Если вот теоретически можно предположить, если все контролирует сверхдуша, это божественная структура, почему в организме тогда все не работает божественно? Потому что сверхдуша также отвечает за наши поступки. Она регулирует также нашу жизнь, она является учителем человека, совестью человека. Если человек совершает плохие дела в своей жизни и в прошлой жизни, то тогда он за это должен отвечать. И он получает тогда болезни, наказания и страдания разные в жизни. Все это тоже является закономерным. Человек никогда даже чуть-чуть зря не страдает. Никаких случайностей в нашей жизни нет. Это надо знать. Все происходит закономерно. Что бы ей сверхдуше не дать мне возможность быть здоровым и счастливым? Вот она вот такая, она нас воспитывает. У нее не цель, чтобы мы здесь балдели в этом мире, а чтобы мы учились жить как-то правильно. В этом цель Бога. У нее другие цели часто с нашими не совпадают. Скоро уже год, как мы вместе, через месяц свадьба. За это время ни разу не ругались. О чем это говорит? Вот у меня стакан стоит, а воды нет. О чем это говорит?
Я могу только благословить вас. Сказать о том, чтобы вы жили мирно. Если у вас появятся какие-то проблемы, то решайте их с помощью отношений, молитвы. Если совсем не можете быть вместе, тогда поживите отдельно и молитесь друг за друга. И опять сходитесь вместе. Возвращайся холодным утром, возвращайся, не очень трудно, возвращайся, и оставайся, возвращайся, я без тебя устал. Не хвалитесь никогда, не хвалитесь. Скоро уже год, как мы вместе, через месяц свадьба, за это время мы не ругались. О чем это говорит? О чем это говорит? О том, что вы хвостун просто, и все, больше ни о чем не говорит. Если хорошо, молчите лучше. Все нормально, молчите, не надо хвалиться, ходить. У нас все хорошо. Нормально, жизнь. О чем вы говорите? О том, что вы святые, это говорит. Или хвостуны, одно из двух. Ушла от мужа 3 года назад. Ненавижу его. Это уже любовь и голуби пошли. У других, как ребятушки, от меня бедоносится. А он так и любит до сих пор. Детей нет, возвращаться ли снова к нему или нет? Возвращайся, и оставайся. Конечно, возвращаться. Он же будет любить, и потом пан себе новую найдет. Знаете, девушке создать семью крайне сложно, а мужчине вот так вот. Так судьба устроена, что мужчине найти себе девушку вообще не проблема, а женщине найти себе мужчину очень трудно. Я его ненавижу. Что значит ненавижу? То есть, если вы считаете, что он что-то не так делает, ну тогда простите его, объясните ему, как делать правильно. Ненавижу — это не способ жить вообще, понимаете? И интересно как бы вопрос, но если вы ненавидите, так и ненавидите. Чего вы мне записку-то пишете, возвращаться или к нему или нет? Ушла от мужа. Если записку пишете, значит втайне хотите возвращаться. Втайне от себя хотите возвращаться, поэтому пишите записку. Потом возвращаться, что капризничать. Женщине нужна помощь всегда. Нужна прямая инструкция. Женщины так устроены, что им нужны советы. Они с советами лучше разбираются в своей жизни, когда им советуют. Ну, поднимайтесь, кто написал записку. Давайте сейчас я вам посоветую. Что-то все трусливые такие здесь. Не хотите, не буду советовать. Что пишете тогда записки? Когда моя мама была мной беременна, она все время ела мед. Не успевали покупать. А когда была беременна моей сестрой, то нюхала, жевала табак. Говорят ли подобные предпочтения беременной женщины о чем-то? Конечно, говорят. Потому что то, что она ела мед, когда вами была беременна, значит, что она была беременна святым человеком, возвышенным очень. А сестра не то табак. Есть записки из серии «Похвалите меня, пожалуйста». Ну, бывает, что значит, у человека все хорошо, ему нечем писать. Ну, писать честно, пообщаться с Олегом Геннадьевичем хочется. Что ему задали вопрос надо какой-то. Вот я благодарю Бога за то, что благодаря вам я познала истину о Боге. Это большое счастье знать, что все есть Бог. Спасибо вам большое за это. А вам спасибо за то, что вы слушаете мои лекции и общаетесь со мной, даже без моего ведома. Это мое большое счастье читать вашу записку и иметь с вами вот такие отношения и зрения.
благодарность одна. Когда человек ничего Бога не просит, просто благодарит Его, то Бог ему дает все сам. Есть несколько способов вообще жить в этом мире. То есть один способ — это все время клянчить, просить, требовать. Вот. Второй способ — узнавать, интересоваться. Это хорошо. Когда человек клянчит, просит, требует, ничего не получится, все будет плохо. Когда он интересуется, есть надежда. Но когда человек ничего не просит, а просто благодарит, то тогда все будет хорошо точно. Потому что это означает, что человек уже победил свою судьбу. Бывает, люди благодарят, даже живя в тяжелейших условиях жизни. Это значит, что у них все будет хорошо, 100%. Бог заботится о тех, кто благодарен, а тех, кто недоволен, посылает больше испытаний. Потому что в этом мире нет несправедливости. Все соткано только из одной лишь справедливости. У меня два вопроса. Что значит открывать сердце? Хороший вопрос. Если встаешь до 6 часов утра, а ближе к 9 утра, начинает очень клонить сон после того, как встал, можно ли лечь спать? Не нужно потерпеть. Надо чуть отдохнуть. Потому что часто люди не привыкли рано вставать, они очень сильно расходуют силы в молитве и устают психически от этого. Нужен небольшой отдых, просто прилечь на 10-15 минут и заставить себя встать с постели после этого. И будет бодрый, хороший день. Потому что в это время, когда солнце поднимается, не надо в глубокий сон входить, будет плохо. А вот просто отдых никогда не мешает, особенно людям в возрасте, иногда прилечь среди дня, полежать 15-20 минут, и опять жить дальше действовать. Это нормально. Или прогуляться на свежем воздухе. У всех по-разному организм устроен. Я жил в своем Что значит открывать сердце? Уже склероз называется, забываю перепутать. Это сложный вопрос. Ну давайте я сейчас начну лекцию с этого. Давайте еще пару ответов на отвечу. Когда начну лекцию, я с этого начну. Я жил в своем что-то теле здесь и сейчас. При перерождении в другое тело стирается память. Зачем тогда сейчас заботиться о своей карме, искупать и не накапливать грехи, если я все равно не буду знать, кем я буду в будущей жизни и как буду жить? Незачем значит тогда. А еще лучше вообще вот купить всю жизнь и родишься тогда точно в животном теле. Ты вообще ничего знать не будешь. Я изучал эту тему, в Ведах говорится, что когда человек пьет, он готовит свое тело к животному существованию. Я взял, сфотографировал у собаки глаза и пьяного человека в состоянии глубокого опьянения. Сфотографируйте, посмотрите. Видите, один и тот же взгляд. Когда человек выпивает, он деформирует свое тонкое тело на животную жизнь. То есть не хочет напрягаться человек. Без напряжения можно прожить в этом мире. Не напрягаясь, балдеть, только можно так прожить. Все виды жизни существуют в этом мире. Веды объясняют, что самое большое счастье в жизни испытывают не люди. Причем самое большое счастье в жизни, оно всегда имеет свою специфику. Каждое самое большое счастье очень специфичное. Например, если человек хочет плавать, ему нравится плавать, пожалуйста, тело рыбы. В теле рыбы плаваешь супер вообще. Ну плаваешь и плаваешь там. Наплаваешься вот так вот. Вот. Не высыпаешься, тело медведя. По полгода в году без проблем. Попробуй в человеческом теле полгода поспать, с ума сойти. А медведи, тело медведя спишь. А есть даже два в одном. В Америке все два в одном. Там есть такой мишка, коала. И он на дереве так висит, он спит в основном, спит такой. А когда просыпается, самая вкуснейшая в мире пища — это листочки этого дерева. Он так поел, вот так вот наслаждается жизнью. Опять спать.
И так спит и ест уже, ну, супер просто. И никто ему не мешает, живет спокойно, спит, ест. Если хочешь почавкать как бы вдоволь, самое лучшее это тело свиньи. Свинья испытывает в десятки раз больше счастья от питания, чем человек. Сфотографируйте лицо, эмоции свиньи во время еды и человеческие. Увидите, что глаза свиньи в десятки раз больше счастья от еды испытывают, чем человек. Если сексом хотите наслаждаться, тело обезьяны, пожалуйста. Обезьяна наслаждается сексом 5 раз в день по часу физиологически возможно. У человека нет. Хотите побегать, тело антилопы гну. Набегаетесь, вообще без проблем за всю жизнь. Не, я серьезно говорю. Если хотите летать, тело орла. Понимаете, человеческое тело не предназначено для наслаждения, оно предназначено для работы над собой. Если хотите домики строить, тело барсука будет строить домики всю жизнь. И никто не будет мешать, лицензию не надо покупать, это будет строить и себе. Вы думаете, я шучу сейчас? Я вам говорю истинную правду. Тело животного в 1000 раз больше счастья дает, чем тело человека. Если хотите расслабленной жизни, тело кошки, пожалуйста. Ногу поднял, висит вот так. У нее все тело расслаблено природно. Она балдеет постоянно. Если как вы хотите доказать свое, тело собаки. Будете доказывать свое постоянно. Если хотите кого-то порвать, тело тигра, значит. Будете рвать всю жизнь. Понимаете, о чем я говорю или нет? Что само по себе человеческое тело не предназначено для наслаждения. Но если говорить, отвечать на вопрос вообще из этой записки, то я вам хочу сказать следующее, что человеческая форма жизни не является самой развитой. И поэтому люди не помнят своей прошлой жизни и не чувствуют, что будет с ними в будущем. Почему? Потому что они недостойны этого. Но это еще не значит, что значит можно жить как хочешь. Если будешь жить как хочешь, будет еще хуже. Человеческая форма жизни очень редка. Посмотрите, сколько в ней кузнечиков прыгает, деревьев растет, животных. Они все имеют душу. Потому что есть признаки жизни, они описаны в Ведах. Если что-то растет, размножается, защищается и стремится к счастью, значит там есть душа. 100%. Все души одинаковые. У каждого человека, что душа в человеческом теле, что душа в теле медведя или кузнечика, одинаковая душа. Просто разные желания. Психика по-другому еще называется телом желаний человека. Тело желания означает, что чего хочешь в жизни, то и получишь в следующей жизни. Вот точно чего хочешь, и так перестраивается твое тело уже. Если хочешь секса, это не для человеческого тела. Получишь тело гиббона какого-нибудь, будешь сексом заниматься всю жизнь. Если вы с обезьяной в зоопарке видите, хотите познакомиться, она с вами как познакомится? Познакомились с обезьяной, нет? Она вам покажет кое-что и познакомится. Потому что у нее такая форма жизни. Но если человек так знакомится, то значит, у него что-то с мозгами не то, понимаете? Так вот, знайте, что когда человек живет правильной жизнью, он начинает чувствовать, что было с ним в прошлом. Он начинает чувствовать свои прошлые жизни, а также начинает чувствовать, что будет с ним в будущем. Бог показывает, что будет дальше с тобой. Тому человеку, который достоин этого, и тому, который сильно наказан. Например, люди, которые в пьяном угаре живут, они начинают видеть чертиков. Их уже предупреждает Господь. Скоро будет весело. Совсем весело. Или человек живет святой жизнью, он тоже чувствует будущее, начинает чувствовать свои прошлые жизни также. Это вопрос, и в следующей жизни у него остается память о своей прошлой жизни, уже не стирается. Я как-то в Индии шел по святому месту и видел, школьников идут. Один школьник подошел ко мне, рядом со мной был молодой человек, который в монашеских одеждах был. Он как бы монашескую жизнь принял, мой друг. И он подошел к этому молодому человеку и сказал, мальчик, 7 лет, школьник, ему сказал,
Я в прошлой жизни так же, как ты, был монахом. Но из-за того, что я захотел мирскую жизнь, я родился опять на этой земле. И я когда выучусь, опять буду монахом. И уже не оступлюсь. И кто-то его спросил: а почему ты так говоришь? Он говорит: я помню свою прошлую жизнь. И пошел. Так что не думайте, что если вы не помните свою прошлую жизнь, то можете делать, что хочешь. Но вы как бы свободны, вы можете жить как хотите. Вопрос, что из этого получится. Как Высоцкий поет: а если тут как дерево родишься, ба-ба-бам, а если был свиньей, останешься свиньей. Все же спето уже. Как создавать отношения с человеком, который живет в другом городе и в силу обстоятельств работы не имеет возможности приезжать часто? Я хочу создать с этим человеком семью, но редкие встречи и постоянная неопределенность меня утомляют психически. Наше общение длится 1,5 года, и наши планы насчет моего переезда к нему вполне осуществимы, но время дает понять, что все постоянно оттягивается. Я стала сомневаться в том, что нужна ли я ему. 100% ваши сомнения оправданы. Согласно древней культуре, женщина должна принять условия жизни мужчины, его характер. То есть надо, если вы встречаетесь, вы должны сказать ему, что я должна к тебе переехать. И вам надо просто переехать к нему. И даже если он не принимает вас, надо переехать к нему. Хотя бы для того, чтобы понять, будете вы вместе или нет. Потому что женщина, когда так ждет, у нее время уходит в жизни, а у него не уходит. Он может жениться когда угодно, 50 лет там. И зачать ребенка даже мужчина может в таком позднем возрасте. Но женщина, если ждет, она теряет все в своей жизни. Ей надо просто немедленно поехать к нему и разобраться. Если он не хочет отношений, значит надо тогда искать другого человека. Потому что у женщины период выйти замуж имеет ограниченную природу, и у нее есть такие периоды по судьбе, полосами. То есть одна полоса одинокая у женщины, потом бац, пошла полоса, можно выйти замуж. Нашелся человек. Если он не хочет, надо, значит, отношений не хочет этот человек, надо не бояться искать другого, то есть разойтись с ним, потому что полоса будет, других кандидатов давать. Хорошая полоса, когда у женщины идет, то у нее много вариантов появляется. Но если женщина видит, что человек не хочет отношений строить и продолжает его ждать, то это безнадежно. То есть это ничем хорошим не закончится. Надо выяснить, прояснить эти отношения. А также воспитывать надо учиться человека. Ставить ему условия. Не то, что ждать там и ждать. Надо ставить условия. Не хочешь отношения строить, до свидания. Женщина должна дорожить своей судьбой, не разменивать ее. Она ни в коем случае не должна отдавать свое тело женатому мужчине и пользоваться собой, давать возможность, потому что она точно никогда не выйдет замуж. Потому что когда женское сердце кем-то занято, другой человек в жизни не появится уже точно. Это невозможно. А если и появится, то не будет постоянно. То есть, если у вас есть любовник, женатый мужчина, расставайтесь немедленно с ним, иначе ваша жизнь будет разрушена. 100%. Также не надо давать возможность наслаждаться собой долгое время. Женщина встречается, мужчина не хочет жениться, просто балдеет рядом с ней. Это не тот вариант тоже. Надо его воспитывать, ставить ему условия. Если он не хочет семьи, значит тогда до свидания. И часто бывает так, что мужчина, когда начинает хотеть семьи, это опять же от женщины зависит. Если женщина позволяет собой пользоваться, значит тогда ей пользуются. Если не позволяет, значит не пользуется. Все зависит от женщины, ее воспитания, ее поведения в обществе. Смотрите, видите, сколько записок? И я думаю, что могло бы быть больше раз 5. На все ответить невозможно никогда. Еще ни разу в жизни я на все вопросы не ответил. Вот я ответил вопросов на 15. Сколько смог. Уже надо начинать ответить. Так, сегодня у нас тема взаимоотношения в коллективе. Тоже важная тема для каждого человека. И начну я эту тему с вопроса, который мне задали в записке, что такое
Открытие сердца, как открывать сердце. Я говорил уже вчера, что есть 3 слоя жизни. Люди в невежестве не могут открывать сердце, это невозможно. Потому что сам деятельность эгоизма, само понимание счастья, то есть благость, страсть и невежество отличается от понимания счастья. Невежный человек считает счастьем, когда все делается так, как он хочет в жизни. Если он как бы живет так, как ему хочется, и все остальные под это подстраиваются, это называется невежественное существование. В такой жизни не предусмотрено открытие сердца, потому что человеку не нужно ничего сердца, ему нужно только наслаждаться жизнью так, как он хочет, и все. Такие люди обычно силой заставляют всех подчиниться себе, невежественным людям. Невежество это не значит ханыга там где-то у забора. Невежественный человек может быть очень богатый, влиятельный, но если человек живет так, что все должны делать так, как он хочет, он никого не хочет слушать, не хочет никого понять, а просто делает все всегда по-своему и под себя подгибает как бы каждого человека, этот человек считается невежественным. И жизнь его полна страданий. Он только делает вид, что у него все хорошо. Потому что, что же ему еще остается делать? Настоящее счастье, оно строится только в бескорыстных, честных, взаимных отношениях любви, в которых есть свобода выбора и есть желание, добровольное желание, бескорыстное желание что-то сделать для другого человека, для близкого. Счастье настоящее строится именно в открытии сердца. Вот я сейчас перед вами открываю сердце. Смело открываю сердце, потому что я знаю, что многие не согласны со мной в этом зале, а также многие насмехаются надо мной в этом зале. Но я смело открываю сердце, потому что это единственный путь быть счастливым. Тут какие-то люди искренне радуются тому, что я так себя веду. Я для этих людей готов жить здесь. Как вот женщина писала мне записку, я ради нее сюда приехал, на самом деле. Вот. Но невежественные люди, у них другая цель в жизни. У них нет желания служить. Они хотят просто обалдеть, наслаждаться жизнью. У них неправильное представление о счастье. И поэтому в этом состоянии сознания не предусмотрено открытие сердца. Шансов нет, чтобы человек этот открыл сердце. Теперь вы скажете, а если я живу с таким невежественным человеком? Невозможно жить в благости и вместе с невежественным человеком. Так не бывает. Если вы живете в невежественным человеком, значит вы сами находитесь в невежестве. Есть в целом три степени исправления ситуации. Первая степень – я исправляю себя. Вторая степень – я начинаю влиять на отношения. Что значит влиять на отношения? Означает прощать человеку его невежество. Когда я простил человеку его невежество, то тогда моя энергия любви начинает менять его жизнь. То есть я начинаю влиять на него уже с помощью своего прощения, принятия этого человека. В этот момент у него начинается угрызение совести. И третья степень, он меняет свою жизнь. А в целом, если говорить о моей жизни, то у нее есть 3 проявления у моей жизни. Первое проявление – это мой внутренний мир, второе проявление – мои отношения, и третье проявление моей жизни – это мои близкие люди. И надо знать, что это всего лишь 3 степени развития моей судьбы. Первая степень – я меняю свой внутренний мир, вторая степень – меняю отношения, и третья степень – меняю близких людей. Это 3 степени развития моей судьбы. Это не то, что они должны себя сами менять. Это моя судьба, так развивается. Ко мне сегодня утром на лекции, я еще даю лекции по медицине, подошла одна женщина и сказала мне, что Олег Геннадьевич, я вот поменялась, я меняюсь как бы в жизни, но мой близкий человек не меняется. Что делать? Я ей объяснил, что это просто разные степени вашего развития. Если вы поменялись внутри себя, то вы испытываете счастье, живя рядом с ним, даже несмотря на то, что он не меняется. Это признак того, что вы поменялись внутри. У вас жизнь становится счастливой рядом с тем человеком, который не хочет меняться. Это первая степень развития. Потом дальше вы прощаете его, несмотря на то, что он не хочет с вами строить правильные отношения. И строите с ним правильные отношения.
Это кажется унизительно с первого взгляда, но это просто труд, понимаете, это труд. Это объем работы просто и все. А третья степень, он меняться начинает, неизбежно. Неизбежно. Так бывает всегда, во всех ситуациях жизни. Сколько вы вкладываете в отношения, столько будет перемен, без всякого сомнения. Дальше люди в страсти, слой в страсти. Это люди, которые в принципе хотят сотрудничать. У них есть капелька любви в сердце. Они хотят правильной жизни, но не знают, как правильно. У них идея фикс, что жизнь счастливая означает внешние перемены какие-то в жизни. То есть они искренне убеждены, что счастье означает хорошее положение в обществе, хорошие деньги, машина, квартира и вот эти внешние все вещи. И они поэтому пашут как ишаки, трудятся, пытаются эти внешние вещи достичь в жизни и думают, что от этого все станет хорошо. Что если у меня все будет, значит ко мне будет хорошее отношение. Бред полный. Иллюзия. И этот бред еще на самом деле является также безнадегой, потому что единственный способ вообще поменять свой статус в обществе — это не тяжелый труд, а развитие внутри. Когда человек развивается как личность, то его статус автоматически растет в обществе. Я очень четко это прочувствовал на своей жизни. У меня родители простые рабочие. Я даже в институт медицинский поступил просто потому, что я работал над собой. Все. У меня не было никаких возможностей, там был 5 человек на место конкурс, я просто шансов не было мне туда поступить. Потому что поступили все в моей группе, были только дети врачей и местная администрация этого города, Самары. Я там был вообще как-то необычно как-то попал. Непонятно откуда взялся. Это вопрос развития, понимаете, социальный статус человека — это вопрос внутреннего развития. Поэтому, когда человек работает над собой, у него меняются черты характера, становится более покладистым, смиренным, послушным, развитым внутри. Он становится нужным всем. Его с удовольствием возьмут по работу, с удовольствием он нужен, понимаете, а потом его с удовольствием дадут ему ответственность еще какую-то. И так далее, так человек развивается. Через отношение к себе, а также отношение к другим. Некоторые люди думают, как же мне разбогатеть. Есть очень простой способ разбогатеть. Если у вас именно это является целью жизни, я вам сейчас скажу способ очень простой. Надо научиться служить старшим. Если у вас есть директор завода, научитесь его любить как человека. Он сразу это отметит, начнет вас поднимать. А если вы станете ему близким другом, тогда вы уже все, будете богатым точно, 100%. Вот и все, это простой способ, он применялся всегда в древней культуре. Если человек грезит этим желанием много денег, это же очень просто. Надо просто приблизиться к влиятельным людям и честно, искренне им служить. И вы разбогатеете несомненно, без всякого сомнения. Работает на 100% способ. И шачить не надо для этого. Надо развивать свой характер. Чтобы тебя полюбили старшие, для этого ты должен иметь хорошие черты характера. У меня есть один знакомый, он министерство одно возглавляет в России, не буду говорить, чтобы не сплетничать. Возглавлял, сейчас он уже перешел на другую деятельность. И я когда общался с ним, я заметил один интересный феномен в его поведении. Он со мной разговаривал о жизни, вот так же, как мы с вами. Много общего у нас, понимания друг друга. И он неожиданно встал такой, трубку взял, телефон, говорит: да, согласен, сделаю, я понял. Понимаете, то есть он встал, хотя никто на него не смотрел. То есть он стоя разговаривал со своим начальником из правительства. Я такого никогда не видел, понимаете? То есть я увидел такую глубокую преданность, порядочность в отношениях со старшим, уважение старших. Я увидел те качества, которые в ведической культуре описаны в священных писаниях. Но у меня таких качеств нет, а у него есть. И поэтому он правительство. 100%. В основном люди, которые постоянно ругают старших, ноют на старших, постоянно злятся.
Они не имеют ни работы нормальной, ничего. Несчастные люди, не способные развиваться как личности. Итак, страсть означает нет глубоких отношений, просто деловые отношения, понимаете? Но даже когда люди находятся в деловых отношениях и открывают, проявляют свою сердечную заботу о других, они развиваются даже в деловых отношениях 1000 раз лучше. 100%. Но только в благости, когда человек в благости живет, благости означает несколько вещей. Первое, признание, что есть Бог. Второе, молитва, раскаяние, открытие своей совести. Дальше, желание служить людям, а не требовать от них что-то. И попытка найти себе общество таких людей, которые так живут. И с ними учиться, потому что жить в благости это трудно, надо учиться этому. Как часто люди думают, что нет таких благостных людей. Конечно нет, потому что я не искал. Если голую попу хочется, в интернет пошел, нашел за 5 минут. Также можно благостных людей найти, как одна женщина ко мне вчера подошла, говорит: Олег Геннадьевич, где взять голос святого человека? Да в интернет выйдите, напишите голос святого человека. И найдете много хороших голосов, монахов разных, людей, которые занимаются духовной практикой, в разных традициях духовных. Вы даже не искали, подходите, спрашивайте меня. У вас нет желания, понимаете, поэтому вам так трудно понять, что это есть. Все. Сейчас есть все. Интернет. Итак, только в благости возможно открытие сердца. Сердце можно открывать только человеку, который готов это принять. Потому что любовь, она тяжелая штука, ее не просто принять. Когда тебе кто-то говорит, сердце открывает, это же надо взять на себя. А любовь имеет огненную природу, это огонь души человеческой, надо взять на себя, это тяжелый труд. Мы же хотим только сами говорить, никого слушать не хотим. Когда человек открывает сердце, это очень трудно принять в себе. Легче самому что-нибудь сказать. Но если человек в благости, он будет служить другому человеку тем, что он будет его слушать. И пытаться помочь из чувства долга он это делает. А потом, когда он достигает чистоты сердца, он любит людей, просто уже природно любит людей. Поэтому всех слушает, заботится о других. Открытие сердца возможно только в духовной среде, где люди стремятся к Богу. В простой обычной жизни, даже между мужем и женой, это сверхтрудная задача. Но если муж и жена идут к Богу, они вместе поклоняются Богу, молятся, они могут открывать сердце друг другу. Со временем начинают мочь. Вначале нет. Это непростая вещь. Часто люди от того, что они балдеют, наслаждаются друг другу, начинают говорить: я тебя люблю, там. Как понять, что человек тебя любит? Вот когда ты заболеешь, тебе будет трудно, ты поймешь, любит он тебя или нет. Вот он начнет заботиться о тебе, несмотря ни на что, служить тебе, значит любит. А если он как бы наслаждается своим телом и что-то говорит, это не факт. Это просто так, эмоции. Настоящая любовь проявляется в лишении. Когда, допустим, у вас стресс, ситуация тяжелейшая, вас кто-то бросил, плохо человеку, когда теряет работу, теряет близких людей. У кого сейчас такая жизнь? Поднимите руку. Есть такие люди? Вот в этой ситуации вы узнаете, кто ваши друзья. Это единственное бесспорное преимущество вот этой ситуации, в которой вы находитесь. Вы точно узнаете, кто ваши друзья. 100%. Они останутся рядом с вами. Все остальные полетели. Так и есть, да? Уже узнали. Вот в этом польза всех этих стрессов. Потому что потом начнется новая жизнь. Вы уже будете общаться только с теми, кто верит. Вы уже будете знать людей. И у вас жизнь пойдет в другой, более чистой плоскости. Понимаете? Итак, наша сегодняшняя тема — взаимоотношения в коллективе. Давайте ее с разных сторон будем обсуждать. Первое, что мы будем обсуждать, это то, что есть два больших таких сферы жизни. Одна сфера называется женщина, а вторая сфера мужчина. И
надо также понять, что у каждой из этих сфер жизни есть три типа отношений. Есть отношения духовные, с духовно развитыми людьми, которые крайне редки в наше время. В основном люди не имеют наставников. Открывать сердце можно смело духовно развитому человеку. Он никогда туда не плюнет. Это признак духовной развитости. Понимаете, из этой точки зрения нет проблем раскрывать сердце, если у тебя есть старший кто-то. Это очень возвышенный тип отношений, когда тебе кто-то дает наставление, как жить, и ты потом выполняешь. И когда человек достиг таких отношений, то ему уже нечего бояться в жизни. Он защищен Богом однозначно. Потому что Веды объясняют, есть только один способ почувствовать голос совести своей. Это найти представителя совести. Потому что Веды объясняют также, что старший — это тот, кто найден Богом тебе как награда, и через него ты узнаешь, чего хочет Бог в твоем сердце. Он тебе будет об этом и говорить. Причем интересно, что не обязательно даже лично общаться со старшим. Это можно, допустим, слушать лекции. Я вот так начал работать над собой, слушал лекции и вменял себя. Часто целыми днями слушал эти лекции. Второй вид отношений — это отношения семейные, в которых вроде бы мы близки друг к другу, но на самом деле эта близость, она всегда обусловлена наслаждением друг друга. Когда наслаждения меньше, люди отдаляются друг от друга. Когда больше наслаждений, приближаются. Там по факту нет близости, это просто чувство родства. Сердца связаны у людей сильно, а в этой связи часто нет души, а просто есть желание наслаждаться друг другом, использовать друг друга. Часто родители даже, они просто наслаждаются жизнью своих детей, но что у них в сердце не знают, им неинтересно просто. Главное, чтобы ребенок хорошо кушал, рос, ходил в школу, а вот какая у него жизнь, что у него в сердце, им просто неинтересно. Это означает, что между нами очень мало любви по факту. Без Бога очень трудно любить. Нужно учиться наполнять себя духовным, чистым, светлым, чтобы вот эти близкие отношения строить. Но все-таки в семейной жизни больше близости, чем в деловых отношениях. То есть производственные отношения всегда, чаще всего, не имеют слишком большой близости. Это отношения долго. Ну, то есть у них есть какая-то цель. Чаще всего люди цель ставят в производственных отношениях просто зарабатывать деньги, просто выживать. Такие отношения очень скупы по природе, то есть они циничны на самом деле. В них нет чего-то чистого и светлого. Но если старший в деятельности, старший имеет какие-то более высокие цели, например, он жертвует деньги на храм, или хочет заботиться о своих подчиненных, что является более высокой целью, чем зарабатывать. Или он просто по-человечески хочет строить отношения, не предавать, не делать плохо, заботиться, когда человек болеет и так далее. То есть у старшего достаточно развитая нравственность в сердце. То в этом случае все подчиненные также будут чувствовать более глубокие отношения друг к другу. Им будет легче работать и быть счастливым на этой работе. Часто люди думают, что работа или деятельность является предназначением человека. Они спрашивают меня: Олег Геннадьевич, каково мое предназначение, чем мне надо заниматься? Это путаница. Единственным предназначением человека является духовная жизнь. Когда человек занимается молитвой, работает над собой, пытается найти свою веру, это то, что действительно дарит сердцу бесконечную радость и глубину. Для женщин после этого на втором месте стоит семья. Если женщина способна отдать свое сердце семье, для женщины это тоже тяжелый труд, как и духовная жизнь тяжелейший труд, так и жизнь для семьи тяжелейший труд, то тогда она может уже подумать и об отдыхе в своей жизни. А отдыхом для женщины является работа. На работе женщина снимает с себя напряжение, она как бы
делает то, что ей нравится, как бы там ей интересно. Это для нее увлечение. Она там развлекается. Для мужчины на первом месте стоит Бог, должен стоять, духовная жизнь. Без этого невозможно быть счастливым и глубоким человеком. На втором месте стоит деятельность или работа. Мужчина должен развиваться в обществе, в социуме. И он должен искать такую среду, в которой можно чего-то достигать. Допустим, мы хотим сделать этот город счастливым, мы хотим сделать наше предприятие счастливым, мы хотим, чтобы у нас были хорошие школы, допустим, в городе. Ну, какие-то цели должны быть. Если люди тупо для денег работают, это, в принципе, тоже нормально. Это уже другой слой жизни, это называется уже страсть. Бывает бизнес благости, деятельность страсти, деятельность невежества. Но если вы работаете на табачной фабрике или в виноводочном отделе, или в публичном доме, хоть нет вывески «публичный дом», то вам надо оттуда сматываться. Это значит, что счастья не будет. Какие бы отношения вы ни имели, не имеет значения. Будет просто развал судьбы и все. Потому что если деятельность подразумевает разрушение судеб людей, то ваша судьба тоже, несомненно, будет разрушена. У меня в жизни есть несколько для этого примеров. Я и так знал об этом, но Бог мне еще дал практическое подтверждение. Первый человек, который мне об этом рассказал, он подошел ко мне в Москве. У него был вот в те 90-е годы очень быстрое развитие. У него был свой виноводочный завод, и он был богатым человеком. Потом так жизнь, когда человек имеет бизнес в невежестве, то естественно, что все его друзья это бандиты. В невежественном бизнесе всегда друзья бандиты. Хорошие люди туда не идут. Ну или их портят хороших, если они туда идут. Ну там такие вот невежественные отношения. Это теневой бизнес, страшный бизнес, в котором нет совести и чистоты. Там есть отношения долга, но если ты не выполнил свой долг, тебя могут просто прибить, потому что там очень жестко все. Итак, он работал в этой деятельности, и в какой-то момент он понял, что если он не оставит этот завод, то его просто убьют. Ну, как бы власть убегла у него из рук. Другая группировка стала возглавлять эту ситуацию. Он потерял контроль над ситуацией. И он разумный человек, он просто все оставил, сказал: берите, мне ничего не надо. И ушел от этой деятельности. Ну, у него осталась квартира только своя, которая была до этого бизнеса. Ну, то есть он ничего не приобрел, ничего не потерял. Просто какое-то время он жил в этом мыльном пузыре огромного кошелька, который лопнул в его жизни и оставил в один момент. Но интересную вещь он мне рассказал. И он по этому поводу и пришел ко мне на консультацию. Он мне сказал, что Олег Геннадьевич, вот петрушка одна в моей жизни получается, что вот 4 женщины уже были моими женами, и они все, когда я с ними встречался, были нормальными людьми. Но как только я начинал с ними жить, они спивались каждая, хотя я не пью. И в глубоком состоянии глубокого пьянства я уже не мог жить с этим человеком. Потом следующая, и она опять спивается, следующая опять спивается. Я говорю, уже не знаю, что делать. То ли не жениться еще, то ли нет. Я говорю, вам не надо дальше жениться, вам надо сначала помолиться хорошо, раскаяться за то, что было, а потом уже пытаться жениться. Услышали, нет, историю? Что судьба всегда догоняет человека по-любому. Не надо думать, что я сухим из воды выйду. Следующий случай. Пришел из Нижнего Новгорода, ко мне приехал один бизнесмен, у него там сеть магазинов, которые торгуют не только вином, а также разными продуктами. И он меня спросил, задал один вопрос. Говорит, как вы думаете, мне переходить на торговлю без вина, без спиртного? Я говорю, конечно, переходить. Он говорит, это же нерентабельно, я могу разориться. Я говорю, у вас нет другого выхода, придется переходить. Он говорит, а если я не перейду на торговлю без спиртного? Я говорю, тогда вы погибнете в автокатастрофе. Я так посмотрел внимательно на его судьбу. Он сказал, правильно! Обрадовался. Я говорю, почему вы радуетесь? Он говорит, у меня была авария недавно очень сильная.
И я еле выжил. А потом я увидел сон, что если я не брошу продавать спиртное, то я погибну. От такой же аварии. Я ему подтвердил, когда это он аж прямо встрепенулся. И потом он сказал: все, я бросаю торговать вином. Я говорю: не надо бросать. Вы точно разоритесь тогда. Думайте, пытайтесь создать правильную торговлю и постепенно переходите. Бог видит ваше желание. Постепенно переходите с невежественной деятельности на благостную. Этот переход будет хорошим. Вы сможете остаться, сохранить хороший, нормальный бизнес. Бизнес в невежестве развивается очень быстро и приводит человека к полиглоту. Он просто взрыв происходит. Бизнес страсти идет волнами. Вот так вот. То хорошо идет, то плохо все. А бизнес благости, он развивается очень медленно, туго. И когда он развитым становится, то он становится непотопляемым. Он очень становится стабильным, сильным. Потому что бизнес в невежестве основывается на чувствах человека, то есть торговля наркотиками, спиртом, табаком. Бизнес страсти основывается на волне. Ну, то есть люди ищут волну, где можно деньги заработать. Ясно, что волна не будет же бесконечная, она будет спадать в какой-то момент. А бизнес благости основывается на благочестии, то есть на отношениях между людьми. Если бизнес невежестве основывается на греховных желаниях, бизнес страсти основывается на просто том, что людей подкупают. Говорят: у вас будет хорошая зарплата, все будет классно, работайте с нами. Когда можно подкупать человека? Когда ты на волне, много денег есть, можно платить. А когда ты с волны сходишь, что дальше происходит? Все, кого ты подкупил, ты ему деньги уже не можешь давать, они все расходятся. Бизнес заканчивается на этом. А бизнес благости основывается на глубоких отношениях. Когда люди имеют нравственные устои, они становятся соратниками. Когда человек создает вокруг себя ядро таких людей верных, которые никогда его не просят и не уйдут. Такое ядро всегда создается только в том случае, если идеи этого бизнеса очень возвышенные. Людей подкупает это, они готовы ради такого человека жить. Но этот бизнес не просто построить благость. Целая наука. Мы в Москве уже лет 20, лекций 20, наверное, в Москве, Питере на эту тему дал. Многие люди приходят, изучают, пытаются менять свою деятельность в благостную сторону. Непростой труд. В целом надо знать такую вещь, что основная проблема заключается в том, что люди искренне хотят испытывать глубочайшее удовлетворение у себя на работе. И из-за этого терпят серьезные страдания. Потому что та среда, в которой мы трудимся, она не дает возможности испытывать глубокое удовлетворение. Сами цели, мотивы и желания, они не соответствуют благости далеко, понимаете? И поэтому не надо как-то рассчитывать, что вы в том месте, где вы работаете, обретете глубочайшее удовлетворение в своей жизни. Человек работает для того, чтобы выжить, понимаете? Нужно работать для того, чтобы были деньги, прокормить семью, чтобы был кров, понимаете, да? Но это не все так прозаично. Я сейчас кое-что вам расскажу, объясню, и вы тогда поймете глубже эту тему. Я просто в целом говорю, что не надо сильно беспокоиться, что у меня не такое райское место для труда. Жизнь в целом человека меняется следующим образом. Сначала он меняет себя, потом меняются его друзья, потом меняется его отношение к деятельности, потом меняется сама деятельность, а потом меняются семейные отношения. Сам последний взять. А? Сначала человек меняет себя. Когда он себя поменял, начал правильно жить, у него появляется хорошее окружение, хорошие друзья. Это первое, что Бог дает человеку. Потом, когда у него хорошие друзья появились, эти хорошие друзья находят ему хорошую работу, 100%. Всегда хорошая работа приходит через отношения, через связи. Когда человек просто по городу ищет работу, бегает, это не тот путь, который дает хорошую работу. Хорошая работа всегда через отношения приходит, когда и люди, которым ты веришь, и они тебе верят, когда помогают тебе найти, тебе устраивают, помогают тебе найти работу. Дальше следующее, что меняется, то есть работа поменялась. Следующее, что меняется, это меняется уже личная жизнь человека, на самом последнем месте.
Самые тяжелые поменять свою личную жизнь. Это самые глубокие и трудно перевариваемые отношения судьбы. Личные отношения. Начинайте с себя просто. Не думайте, что все быстро получится. Если говорить о деятельности, то давайте начнем. Две женщины, это проще. Значит, первое, что женщины должны точно усвоить, что деловая среда — это не женская среда. Это не там, где женщина всегда будет удовлетворена и счастлива. Это среда, в которой женщина может получить свое, но в каких-то ограниченных возможностях. Надо понять почему. Потому что женщина по природе склонна к очень близким отношениям, а деловая среда не предусматривает близких отношений. И когда женщина начинает там развивать близкие отношения, то это всегда заканчивается чем? Истериками. Потому что в деловых отношениях близость, ну допустим в семейной жизни близость, она чем обусловлена? Тем, что там нет больше обязанностей ни перед кем, кроме как перед друг другом. А в деловых отношениях, допустим, вы подружились с какой-то девушкой, дружите с ней на работе, но у нее же есть обязательства деловые еще вокруг. И она, если эти обязательства ставит выше вас, а это несомненно произойдет, то значит вам придется на нее сильно обидеться, и начнется вражда уже между вами. А если начинается вражда, то каждая женщина объединяет вокруг себя команду. Женщины имеют коллективное мышление. Они создают такие как бы группировки, начинают сплетничать друг о друге, начинается вот это вот все месиво. И мужчины, руководитель, не знает, что с этим сделать вообще, ничего не сделаешь. Женщина, когда женские разборки в работе начинают, с этим сделать ничего невозможно. Поэтому самое лучшее женщинам не слишком близкие отношения на работе строить. Это больше защита сердца, чем пытаться вокруг себя всех объединить. Потому что кто-то еще объединит вокруг себя кого-то и начнутся опять грязня, понимаете? Потому что у женщин есть природная зависть. Они склонны обсуждать друг друга, сплетничать, говорить о том, что кто хороший, кто плохой, трындычать, понимаете? То есть это у женщин природная склонность, и это всегда будет. Поэтому, когда близкие отношения на работе строятся, то начинаются засады кругом, понимаете? Поэтому на работе надо просто радоваться труду, уважать всех вокруг. И близкие отношения строить только дома. Причем на работе может быть подружка какая-то. Но не надо объединять эту дружбу с работой. Вы можете с ней дружить дома, там, звонить ей, туда-сё. Но если вы начинаете с ней дружить на работе, то опять начинаются коалиции. Потому что кто-то будет завидовать. Вот вы вдвоем ходите, мы с Тамарой ходим парой, мы с Тамарой санитары. Хорошо, а кто-то, допустим, парой не ходит. Женщины завидуют друг другу, начинают друг друга судачить. Вот они такие, и все, и понеслась. Дальше опять то же самое. Запомните, женщины, что работа не предназначена для близких отношений. Особенно с начальником не заводите близкие отношения, потому что он дальше может вообще как бы испортить всю вашу жизнь. Начнет пытаться вас в постель затащить там и так далее. Ну, печальные истории обычно бывают. Часто женщины думают, что с помощью ласкового взгляда и нежного слова они смогут завоевать себе возможность всегда работать в этом месте. Так вот знайте, что если вы будете использовать ласковый взгляд и нежное слово на работе, особенно с руководством, то вы еще быстрее оттуда вылетите из этого места. Потому что обычно все это бывает классически одинаково. Сначала женщина привлекает к себе внимание, потом дальше она получает исключительное положение на работе. Это вызывает сразу с ней вражду тех, у кого этого исключительного положения нет. А потом эта вражда ее выживает оттуда из этого места. Хорошо, если это не заканчивается семейными скандалами, когда жена этого богатого человека приходит и пинка под зад дает. Услышали меня, нет? Теперь что делать? Вот если женщина на работе ведет себя очень честно, порядочно, выполняет свой долг, но при этом также имеет и чувство собственного достоинства,
И если начальник приходит к ней и говорит: слушай, останься, поработай еще немного. Она говорит: извини, у меня семья. И идет домой. Говорит: я тебя уволю тогда. Ну, хорошо, буду работать в другом месте. Тогда ее начинают уважать, и никто не будет трогать. Когда женщина ведет себя очень аккуратно, вежливо, выполняет все свои обязанности, но также знает себе цену, то никто не сможет на ней ее эксплуатировать и сделать из нее половую тряпку. Но если женщина сильно привязана к работе, сильнее, чем к дому, то тогда начальство это видит, а такая женщина становится козлом отпущения. Вся самая тяжелая работа, вся сверхурочная деятельность будет на ней висеть. Почему? Просто потому, что она привязана к этой работе. Все. Женщина не должна дорожить своей работой. Она должна работать сколько нужно и все в своей жизни. Она должна дорожить домом, семьей. Услышали меня, женщины, нет? А если вы дорожите своей работой очень сильно, и как бы ради нее живете в своей жизни, а не ради своей семьи, то у вас на работе будет 4 стадии. Услышьте меня сейчас, 4 стадии жизни на работе. Первая стадия — очень нравится. Вторая стадия — устаю. Третья стадия — надоело. Четвертая стадия — ухожу. Вы слышали, нет? Деловая среда чужда для женского сердца. Если женщина где-то работает, то она не должна там сильно открываться. Эта среда разрушает ее природу. Она должна открываться дома, а на работе вести себя спокойненько, замкнутенько, так, аккуратненько. И самое главное, почувствовать себя как женщину, там, как правильно. Есть 3 ощущения у женщины. Первое ощущение — женщина-мать. Первое чувство — я мать. Второе чувство — я жена. И третье чувство — я дочь. У женщины есть 3 ощущения в мире, как она себя ведет. 3 ощущения: я мать, я жена, я дочь. Когда женщины слушают мои лекции, они ведут себя «я дочь». Даже взрослые, даже, допустим, 50-60 лет, они слушают как дочь. Это одно из проявлений женской природы. Вот. В нашем современном обществе женщины не воспитывают как надо, поэтому основное время женщины ведут себя как жена. Я жена. Это разрушает общество изнутри. Если женщины ходят, рисуются, улыбаются перед всеми вот так, открывают свое тело, то женщины таким образом создают хаос. Потому что только 2 поведения женщин создают нормальную общественную ситуацию. Я мать и я дочь. Если женщина, допустим, старшая на работе, она должна вести себя как я мать. То есть она должна быть доброй и строгой одновременно. Не строить соблазнительные отношения с людьми, понимаете? Если она подчиненная, она ведет себя как я дочь, но то также опять строго и как бы так, деликатно. Ну, женщина понимает, о чем я говорю. Но если женщина ведет себя «я жена» на работе, она разрушает все вокруг, и себя в том числе. Да? А если подчиненный старше тебя, она выступает? Подчиненный старше тебя, я мать тоже. Да, не имеет значения. Возраст не имеет значения. Если вы руководитель, вы не можете быть дочерью, вы можете быть только матерью, все. А? Для мужчины женщина тоже мать. Каждый мужчина есть мать. Каждый мужчина знает, что такое мать. И это более надежное поведение, чем если вы будете с ними вести себя как-то иначе, вы пытаетесь это понять. Вы просто потеряете нормальные отношения. Если женщина ведет себя «я мать» с младшими, то что происходит тогда? Они ее уважают раз, естественным образом. Они с ней советуются 2. Управление все коллективом происходит без труда. Потому что когда женщина материнскую позицию завоевывает в коллективе, то дальше ей не надо самой наказывать никого, и будут наказывать ее помощники. Ей не надо ругать никого, она просто сказала, отругали. Понимаете, то есть она в этом случае, она очень хорошо, легко управляет ситуацией, потому что у женщины природная политичность есть. Женщина природный дипломат. Ей не надо дипломатии учиться, она это с рождения знает, что это такое.
И она может вот так вот всеми управлять в коллективе, такая женщина. Некоторые говорят, женщина не может быть руководителем. Если женщина заняла позицию «я мать», она самый лучший руководитель. 1000 раз еще лучше может руководить, чем мужчина. Потому что мужчине вот эту позицию мудрую занять очень сложно. Потому что ему постоянно надо орать на кого-то там. А женщина может очень аккуратненько все вопросы решать без проблем в коллективе. Да? А? Младшие, старшие. Конечно, есть разные отношения, согласен. С равными женщина строит какие отношения? Она строит отношения деловые, то есть нейтральные отношения. Но опять всегда делится на две части. Или я мать, или я дочь. Есть также дружба с женщиной в коллективе. Я говорю отношения мужчина-женщина сейчас. Женщина не должна строить с равными мужчинами отношения. Вы понимаете, у женщины есть два варианта с равными мужчинами. Или я старше, или я младше, понимаете? Но если женщина начинает на равных с мужчиной строить отношения, дружба начинается, мы дружим с мужчиной. То есть равные отношения означает дружба. То дальше что будет? Тонкий секс. И дружба с мужем заканчивается одновременно. Женщина может дружить одновременно только с одним мужчиной. Если она дружит с каким-то мужчиной на работе, сердце мужу она открывать уже не сможет. Все. Потому что сердце открывается другому человеку уже. Все. Это называется тонкий секс, который всегда печально заканчивается. Или грубым сексом, или разрушением семьи. Одно из двух. Что и то, и другое разрушает семью. Поэтому дружбы между мужчиной и женщиной не бывает. Или женщина дистанцируется от мужчины как мать или как дочь, одно из двух. Если он старше в производстве, она как дочь от него дистанцируется. Если младше, значит как мать. Но всегда дистанция от всех мужчин. Женщины делают дистанцию на работе, а женщины они тоже делают полегче дистанцию, полегче. С женщинами на работе надо относиться заботливо, ласково, но не приближаться слишком сильно к ним. Потому что любое приближение к деловых отношениях потом приведет к проблемам. Но если есть женщины, которые порядочно себя ведут, они находятся в благости, хорошие, допустим, дружите с ними в нерабочее время. Договоритесь, что мы дружим в нерабочее время. Потому что если во время работы развиваете уже не деловые отношения, а отношения любви, то тогда вы создаете такую группировку небольшую, которая вызывает зависть у других женщин, потому что всем женщинам хочется близких отношений по природе. Если они когда видят, что кто-то создает близкие отношения в каком-то месте, но они начинают злиться от этого. То есть работа — это не место для близких отношений. Женщины должны это понять. Чтобы никто не злился, чтобы у вас тоже разборок не было ни с кем. Потому что, вот смотрите, женщина всегда имеет по природе одну склонность. На санскрите женщина переводится «стри». «Стри» означает все расширяющееся желание. Вот, допустим, вы подружились с какой-то девушкой, да, на работе. У ней к вам требований внутренних будет с каждым днем все больше и больше, а у вас к ней. И в какой-то момент эти требования выйдут из рамок деловых отношений. И вы будете обижаться друг на друга за каждый взгляд, каждое слово. А нормальные отношения раскрыть в коллективе, женскую дружбу, невозможно. Для этого надо дружить с женщиной, где в нерабочее время. Пожалуйста, нет проблем. Что-то непонятно из того, что я сказал? Все понятно? На работе судьбу невозможно встретить. Как? Если судьба встречи на работе. Судьба встречи на работе, что значит? Если судьбой, допустим, судьба, я могу говорить, что сильно на работе. Или это исключено? Судьбой может человек быть послан на работе. Бывают даже люди встречаются на работе, потом женятся, но и работают вместе при этом. Но имейте в виду, что если вы строите на работе семейные отношения с этим человеком, ваша работа будет разрушена. А если вы дома строите деловые отношения, и не заканчиваются они работой, то ваша семья тоже будет разрушена. То есть женщина за этим должна следить.
Дома мы муж и жена, на работе просто мы ведемся как сотрудники. Понимаете? Это очень важно. Иначе все будет хаос просто. Потому что муж может при всех начать ругать жену на работе, если у нас семейные отношения на работе, понимаете? То есть близкие отношения. И люди будут смеяться над этим. Или жена начнет капризничать перед мужем, а он, допустим, начальник. Это создает хаос сразу. Вы услышали меня или нет? А? А когда бизнес семейный? Значит, бизнес на работе, а вне работы семья. Разделите одно с другим, иначе все будет разрушено. Я вам приведу пример классика, как это разрушение происходит. Если у вас работа и дома, и на работе, то тогда мужчина не получает отношения от женщины как от супруги, понимаете? То есть она для него становится сотрудницей. И он не получает эту энергию любви от нее. Что, к чему это приводит дальше? К тому, что он заводит любовницу. И говорит, мы с тобой вместе работаем там, а живу я вот с ней. Знакомая ситуация? Отношения отец-сын менялись. Отец-сын? Ну, учите его бизнесу, строго к нему относитесь. Вы можете, отец всегда учитель также. Вы на работе учитель для него, а дома отец. Вы учитель там для него, то есть вы его учите жизни. Строго себя любить, наказывать. А дома отец просто. Да? Вот теперь давайте о сферах деятельности поговорим, это очень важно. Вот смотрите, женщина, не то, что вот некоторые из моих лекций поняли, что женщины типа вообще не созданы для работы. Это неправильно. Существует сфера жизни, в которой женщины в 1000 раз лучше, чем мужчины. Это вся сфера социальных отношений. То есть сфера, где нужна социальная забота. Или по-другому сказать, сфера, в которой создается общественная забота или любовь к людям. Вот смотрите, допустим, есть благотворительные организации, где нужно заботиться о людях, кормить их, там, нищих, там, заботиться. Это женская деятельность, и возглавлять должна женщина. Она лучше будет понимать людей и с любовью этим заниматься. Есть школы, в которых женщины должны преподавать. И если в школе также женщина является директором, то она лучше понимает нужды всего этого, потому что она как бы женщина, это ее сфера жизни и деятельности. Дальше, больницы, это сфера деятельности женщины, забота о пациентах, ухаживание там, и так далее. Сфера быта, это столовые, прачечные там, и так далее. Это все женская деятельность, забота, опять ухаживание, любовь, где проявляется. Услышали меня, нет? И там могут быть такие отношения не слишком деловые. Если это женский чисто коллектив, то там отношения могут быть помягче. Ну, то есть, надо просто знать, из чего женщины сотканы, даже женщине-руководительнице. Надо знать, что есть несколько правил в женском коллективе, как надо себя вести. Первое правило. Если кто-то начинает сплетни разводить, сразу предупреждать, что ты будешь уволена немедленно. Ну, то есть, женщина, когда чего-то боится, это ее единственное, что держит. Все остальное сдержать не может. Только очень строгие законы сдерживают женщину в каких-то вопросах. Второе. В женском коллективе надо всегда, женщина должна знать, что если что-то от семьи, ее обязательно отпустят. Но она не должна этим злоупотреблять. Что типа отпустите меня каждый день. Вот дальше. Женщинам надо давать возможность на работе передышки делать, потому что женщина быстро устает от деловых работы. Она устает от этой деятельности. И надо делать перекуры, передышки и перекусы. Женщина, когда на работе, у нее эмоциональная сила сильно расходуется, ей надо чуть перекусывать. Она выполняет свою эмоциональную силу. И когда это все возможно, можно перекусы, можно чуть пораньше уходить, можно поговорить чуть-чуть друг с другом на работе. Тогда женщинам очень нравится такая работа, они хотят ее бросать. Потому что там они раскрываются, отдыхают от дома. Дома для них женщина аскеза дом, а такая работа, социальная деятельность для женщин это отдых. Мужчина отдыхает где? Дома. А на работе чем он занимается? Трудится. Женщина где отдыхает?
на работе, а где работает? Дома. Поняли, усвоили этот момент? Это важный момент. Теперь движемся дальше. Есть 3 типа коллективов. Вот смотрите, сейчас я вам описываю отношения. Если в коллективе люди ругаются матом, если старшие издеваются над младшими, насмехаются, если обманывают по зарплате, если в коллективе очень жесткий стиль в целом поведения, управления, если люди как быдло, то есть они никому не нужны, и угрожают, даже если вы уйдете с работы, то в этом месте работать по-любому нельзя. И в этом месте ничего никогда к лучшему не изменится. И если даже вы будете там работать, от этого ничего хорошего в вашей жизни не будет. Вы будете деградировать сами и разрушать свою жизнь. Это не значит, что надо оттуда сразу уходить. По судьбе бывает человек наказан такой работой. Поэтому как менять работу надо всегда, во всех случаях. Надо молиться Богу о том, чтобы дал другую работу. Потому что работа — это тоже наше отношение с Богом. Потом, когда почувствуешь просвет в жизни, тогда сначала находится другая работа, а потом надо оставлять старую. Понятно, да, система? Сначала находится, а потом надо оставлять старую. И самый лучший способ находить себе деятельность через друзей. А друзья всегда возникают настоящие только в деятельности, в благости. Поэтому сначала человек должен изучать, как правильно жить, слушать лекции. Потом знакомиться с людьми, которые идут таким же путем, как он. Потом дальше находить свою веру и находить соратников в жизни, а потом эти соратники находят тебе работу. Понятна система? Только через дружбу и как бы вот эту социальную защиту друг друга люди способны легко устраиваться на работу и как бы они способны находить тот труд, который будет приносить счастье. Теперь следующий вариант. У нас развивающаяся фирма хорошая. Мы как бы получаем хорошие зарплаты, у нас хорошие специалисты. Вот у нас ценят человека за его труд, за его перспективность, развитие. У нас все друг другу улыбаются, ходят в крутых одеждах, рисуются перед другом, вот, говорят очень таким деловым языком. Это означает деятельность страсти. На такой работе можно остаться. Не надо оттуда уходить, но не надо думать, что это моя жизнь, эта работа. Потому что в этой деятельности, когда люди вот живут в деловых отношениях, там нет никакой жизни. Там каждый занимается только тем, что он использует эту ситуацию для своих целей. И когда ситуация меняется, то тогда меняются и отношения. Вот часто бывает так, люди подходят ко мне и говорят: я этой работе отдала всю жизнь, а потом меня оттуда пнули. А кто тебя заставлял этой работе отдавать всю жизнь вообще? Кто тебе сказал, что там вот есть то место, которое ему надо жизнь отдавать? Жизнь можно отдать храму, можно семье отдать, если она возвышенная. Можно наставнику отдать свою жизнь. А зачем отдавать работе свою жизнь? Кто тебе сказал, что там надо вот так настраиваться? Тебе дал Бог работать где-то, работай. Но не надо сильно вот думать, что это вот такое место, где ты должен всю свои силы отдать в жизни, все пожертвовать. Работа предназначена просто для того, чтобы содержать свою жизнь. Человек не может, не работая, жить, ему надо кушать, спать где-то, понимаете? Вот для этого нужна работа. Работа не является целью жизни человека. Целью жизни является та среда, в которой человек стремится к Богу. Попытайтесь это понять, это очень важно понять. Но если такой средой является ваша работа, тогда, значит, ваш коллектив находится в благости, и все это соединяется. Вот, например, у меня такой коллектив. Но это редко бывает в этом мире, понимаете? Вот у меня все сотрудники, помощники мои, они все занимаются духовной практикой, и мы имеем очень высокие цели в нашей деятельности. Понимаете? И у нас соединяется духовная жизнь и работа вместе. Мы также после работы едем и начинаем вместе духовной практикой заниматься. Ездим так в святые места вместе, понимаете, как семья большая. Но на работе у нас не семейные отношения, а деловые. Если плохо работаешь, тебя накажут не по-семейному, а по-взрослому. Понимаете? А когда мы встречаемся уже вне работы, мы говорим по-дружески. Но всегда старшие остаются старшими на работе или дома, а младшие остаются младшими. Понятно, да?
Потому что если мы на работе старший кто-то, а там не старший, значит его начнут подминать под себя потом. Использовать, пытаться себе преимуществ через него. Использовать этого человека как рычаг будет для достижения своих целей на работе. Итак, в целом женщины поняли, как им работать, и вот, в целом, как бы, это глубокая тема, ее надо изучать. Но в целом понятно? Давайте теперь мужчинам поговорим. Да? Женщины, разрешаете? Разрешаете. Для мужчины деловая среда — это его жизнь. Это та среда, в которой он чувствует себя хорошо, удовлетворенно. Вот, есть в целом 3 слоя, для мужчин тоже. Есть слой, в котором как бы мы вместе просто добиваемся каждой своих целей, и каждый за себя. Это жизнь в невежестве приводит всегда к поражению мужчину, его кидают всегда, или вообще жизнь его приходит в опасную ситуацию. Это страшно в такой среде работать, поэтому лучше оттуда потихоньку сваливать, по-русски сказать. Второй вариант — это когда мужчина работает в той среде, в которой люди строят деловые отношения. У них отношения основаны на законе предприятия, то есть у них есть цель предприятия — это прибыль, у них как бы есть совместная занятость какая-то, они стремятся к какой-то цели, хотят поднять предприятие, хотят его развить, хотят там достичь большей прибыли, там большее влияние в обществе. Это нормально, можно работать в этом месте, но если вы думаете, что это место, в котором вы работаете, принесет вам полное удовлетворение, то вы находитесь в полной иллюзии, потому что там нет глубоких отношений. Глубокие отношения могут только в духовной жизни быть. Поэтому человек, даже мужчина, должен заниматься духовной практикой, искать свою веру, искать близкие отношения, искать себе наставника, который будет прибежищем в его жизни. В трудную минуту сможет всегда помочь, дать правильный совет. Вы спросите меня, а где гарантия, что этот наставник даст неправильный совет? А вот здесь гарантия находится. Это Бог человеку выбирает наставника. И Бог, который живет в сердце человека, через наставника и говорит. Это происходит всегда таким образом. И это удивительное отношение, понимаете, которое мы не понимаем. Вот, допустим, я не понимаю то, что происходит в этом зале, когда я читаю лекцию. Я сейчас приведу вам несколько примеров из вашей жизни. Поднимите руку, кому я во сне давал наставление. Приснился, что-то говорил. Раз человек, 2 человека, 3 человека. Я ничего не говорил. Я не помню этого и точно этого не делал. Это сделала ваша сверхдуша. Она в этом облике просто пришла и вам дала совет, потому что это вам приемлемо, понимаете, слышать. Следующий пример. Одна женщина написала в интернет такую фразу. Она говорит: я сидела на лекции, задавала про себя вопросы и на них получала ответы. Поднимите руку, у кого так было. Видите, много у многих. Я тут ни при чем. Это ваша душа действует. Но эта женщина была особенная ситуация. Она потом получила на все вопросы ответы, и потом подняла руку, чтобы задать мне вопрос, и я ей сказал: а вы уже много раз меня спрашивали, я много на вас вопросов ответил, теперь следующий. Я этого не помню. Понятно, да? То есть отношения такие, они очень глубоки, и они не имеют ничего общего с какими-то сверхспособностями людей. Просто Бог из сердца подсказывает старшему, что сказать, и все. И это происходит на автомате, понимаете? Точно так же мой старший ведет меня со мной. Точно так же. Когда я прихожу, он мне говорит то, что надо, но не то, что я ожидаю. Говорит то, что надо, а не то, что я хочу. Понимаете, это всегда имеет горький вкус сначала, а потом уже сладким становится со временем. Итак, мужчина должен обязательно иметь амбиции в плане своей деятельности в жизни, но правильно их осуществлять. Основная ошибка большинства мужчин заключается в том, что они зарываются в деятельность и думают, что это и есть способ жить вообще. И у мужчин поэтому есть 5 стадий развития. Первая стадия. Верим в свое счастливое будущее на работе.
горизонты большие, первая стадия. Вторая стадия, работаем как ишаки. Третья стадия, ломаемся, теряем силу, устаем. Четвертая стадия, надрыв происходит сильный. И пятая стадия, разочарования. Теперь вы спросите, почему так? Потому что если высшей целью мужчина ставит в своей жизни деятельность, то в своей жизни он потерпит обязательно поражение. Высшей целью может быть только Бог и духовная жизнь. Все остальное у мужчины, деятельность его стоит на втором месте. А семья на каком? На третьем. Первым делом самолеты, а женщины потом. Если мужчина ставит семью на первое место, тогда его жизнь становится просто невыносимой, потому что жена выносит ему мозги постоянно. Женщина очень эмоциональна по природе, и когда мужчина очень сильно погружается, концентрируется на эмоции женщины, то тогда его крыша съезжает конкретно. Ну, вот мужчина как бы считает главным, это его жена и дети в жизни. Все, это самое главное. А на что мужчина нацелен, там он очень чувствителен и глубок. В результате что происходит? Каждое слово женщины он воспринимает очень серьезно. Но интересно знать, что сами женщины свои слова серьезно не воспринимают. Например, она говорит, ну и что я тебе это вчера сказала? Я просто была в эмоциях. Что ты придаешь этому слишком большое значение? Забудь. Так женщины или нет? Да, то есть они сами своим словам значение придают, и поэтому мужчина не знает, что ему делать теперь. Вот. И он начинает катать истерики перед женой. И в конце концов семья разваливается. Почему? Потому что неправильно выбрана цель жизни. Смотрите, то есть мужчина как должен вести себя в семье? Он должен быть невозмутимым, спокойным, жизнерадостным. Когда это возможно? Когда высшая цель Бог. Он наполнен вот этой силой божественной. Жена подходит к нему и говорит, ой, так все плохо, мне все, я не могу больше так жить. Он говорит, да все хорошо, моя хорошая, все хорошо. Нет, все плохо, нет, все хорошо. Нет, все... Спасибо тебе, что ты меня успокоил, мне полегче. То же самое дети. Они тоже там что-то хотят. Сам будет нормально, не волнуйся. И все уважают такого мужчину. Все думают, о, какой он такой вообще. Потому что он недосягаем для чувств детей и жены. Он по-доброму относится, заботится, но невозмутимо. Понимаете, невозмутимо означает как броня, на которой можно опереться. Услышите меня, дед мужчина? Теперь смотрите тот вариант, если вы целью ставите работу свою, а не Бога. Что происходит? Работа тогда становится той целью высшей, которая для вас становится сверхзначимой. А работа, понимаете, она не как Бог. Бог всегда дает только счастье. А работа что дает? Сегодня счастье, а завтра страдания. И в результате мужчина, который вот ставит высшей целью в своей жизни работу, он домой приходит какой? Никакой. Он приходит, начинает орать, вначале я его бью. Вот. То есть он ведет себя очень эмоционально, портит отношения с женой, с детьми, и в конце концов разваливается семья. Вот как мужчина сражается, вот какой воин самый лучший? Да, спокойный, как бы побеждаем, не побеждаем. То есть он не привязан ни к победе, ни к поражению. Он привязан к самой деятельности, его природа сражаться. Саид, ты что здесь? Стреляю. Воин по природе, да? Такой поворачивается, там 5 дырок таких, от пуль таких. Ну, он воин по природе, у него такая жизнь. Вот, то есть так и мужчина тоже, его природа это действовать, работать где-то, но он не привязан ни к победе, ни к поражению. У него есть цель деятельности, это факт, но выше цели его Бог. Он молится, он занимается духовной практикой, просит прощения, прощает. И смело действует, делает свое дело в жизни, и все.
Когда он таким себя образом ведет, он становится очень сильным в деятельности, его все уважают. Но когда человек высшей целью жизни ставит деятельность, какой результат будет? Посмотрите, такой человек в деятельности начинает слишком сильно открывать сердце свое всем. Слишком сильно пытается строить очень глубокие отношения с людьми. А там деловые отношения, там не глубокие отношения. Результат какой? Такого человека кидают просто. Они знают все тонкости его характера, его компаньоны там. Знают его трудности, его слабости. В какой-то момент кряк, и его кидают просто. Делают из него козла отпущения. И он потом жалуется: я доверился им, я для них свою жизнь отдал, а они меня кинули, Олег Геннадьевич. Да кто тебя заставлял им доверяться-то? Это не те отношения, чтобы доверяться. Деловые отношения означают отношения, в которых человек просто работает, выполняет свой долг. Для мужчины это важное отношение. Там есть соратники, на работе есть соратники. Кто такие соратники? Это люди, с которыми мы вместе трудимся, идем вперед. Могут они меня предать? Могут. Потому что это деловые отношения. В них нет близости и глубины. Теперь сразу возникает вопрос: а бывают ли такие отношения деловые, в которых люди не предают друг друга? Конечно, бывают. Но тогда эти люди еще и верят в Бога. И между ними есть совесть, понимаете? Не просто деньги, а совесть еще. И так бывает редко. Например, у меня есть один знакомый, он слушает мои лекции, работает над собой. И он очень богатый человек. Я не буду рассказывать его бизнес, просто, чтобы не было сплетен. Очень богатый человек, у него есть еще 3 компаньона, которые тоже работают над собой, тоже вот так вот благостно живут. И он абсолютно уверен, что они его не предадут. Между ними есть очень глубокие принципы в отношениях. И они в эти отношения больше никого не пускают. Знаете почему? Опасно. Очень трудно таких отношений достичь в жизни, чтобы был такой человек, который точно тебя не предаст. И это всегда означает благость, потому что непредательство возможно только в благостной среде, где есть совесть. Но часто люди, которые занимаются бизнесом, они создают совместные предприятия, легко объединяют свои деньги с кем-то, думая, что зачем нам это не надо. Они верят, что это поможет им взрастить свой капитал, полный бред. Если это не благостная среда, а страстная, люди имеют просто свои личные интересы, то они иногда сходятся, эти личные интересы, а иногда расходятся. И когда они расходятся, а вы поверили в эти отношения, вы получите такую жесть в сердце, что вам потом вообще работать не захочется уже. Кто уже испытал это в своей жизни? Поднимите руку. Расскажите всем остальным, кто еще не испытал. Так, надо разделить отношения. Есть сердечные отношения, которые строятся с наставником, с верующими людьми, с теми, кто занимается духовной практикой. Очень искренние духовные отношения, основанные на вере всегда, на вере. Дальше есть деловые отношения. Это отношения, в которых мы идем вместе, достигаем одной цели, но мы не должны слишком глубоко рассчитывать друг на друга в этих отношениях. Попытайтесь это понять. Рассчитывать надо обязательно, но не слишком глубоко. Потому что можно подорвать свое сердечко на этом, серьезно. Вот и есть третий тип отношений. Это отношения семейные. Есть еще один вид отношений, это отношения дружбы. И дружба бывает тоже разная. Большинство людей, люди в невежестве как дружат? Мы дворовые герои, не боимся никого. И всегда, конечно, трое одолеем одного. То есть невежественная дружба означает, что мы крутые, типа мы понты кидаем перед всеми там. Естественно, чем это заканчивается, невежественная дружба? Один пырнул другого. И перо за это получи. Теперь оправдываться поздно. Посмотри на звезды, посмотри на это небо. Видишь, это все в последний раз. Вот тебе и дружба. То есть невежественная дружба, она вроде бы кажется такая глубокая. Люди вот в этих преступных группировках, у них есть свои законы,
честь своя, понимаете, совесть, вот эта бандитская. Но это все просто, понимаете, игра в любовь. Очень такая глубокая, трудно понимаемая игра в любовь, которая может в любой момент закончиться пулей в лоб. Но если ты любишь кого-то, зачем его убивать? Но в невежестве понять это сложно. У меня просто есть один друг, который из того мира в этот перешел. То есть он стал монахом, а был вор в законе. В серьезной группировке был такой бандитской. И даже сейчас иногда его приглашают, те люди, а он у них теперь как наставник. И у них там разборка, они сидят, кто-то приходит, он старший, как бы наставник, монах, они его спрашивают, он говорит, вот так и так надо делать. Ваську не трогать. И рассказывают. Они его уважают, ценят его, как бы. У всех людей есть, в принципе, вот какие-то правила, но лучше в невежественную среду не лезть, там опасно. Там есть, конечно, своя честь, своя совесть, свои правила, но опасно, там можно пулю в лоб получить. Там нет защиты, понимаете, у человека в жизни. В любой момент он может стать под катком оказаться. Его закатают просто. Вот. У страстных людей тоже есть дружба. Но эта дружба имеет природу отдыха. То есть страстные люди как дружат? Они дружат в отдыхе. Они ездят вместе на рыбалку, едут вместе где-то отдыхать, в баню вместе ходят. Ну, то есть это обычно сопровождается немножко там спиртным, или не немножко. Вот. Что уже в невежественную дружбу постепенно переходит. Ну, то есть люди в страсти просто отдыхают вместе и считают, что это глубокие отношения. Но вот опыт показывает, я просто 20 лет уже лекции читаю, изучаю жизнь людей. Обычно все бывает так. Когда человек на плаву в страсти, у него все классно, и дружба есть, и вся это друзья, все эти, они все. Но как только у него трещина в жизни какая-то происходит, ну то есть заболел сильно, еще что-то произошло в жизни, там опасность тюрьмы там, и так далее, то знаете, вот эти все вот дружеские отношения сразу и тю-тю. Может кто-то один останется, это значит, что он был настоящим другом. Но понимаете, понять кто невозможно в этой ситуации. Потому что вот эти отношения наслаждения, когда мы вместе отдыхаем, они не дают глубины. Бывает дружба, знаете, какая, когда люди вместе в горы, в походы ходят, аскезы вместе совершают. Или там на парусниках ездят, там в бурю. Вот там формируется настоящая дружба. Потому что в аскезе, когда люди вместе аскетируют, это уже благостная среда, а не страстная. Это уже другая среда. Там уже другие отношения, более глубокие сформируются между людьми. И они уже меньше придают друг другу такие вещи. И следующий тип дружбы – это дружба, в которой люди вместе развиваются как личности. Они обсуждают, вот да, бывает даже люди работают вместе, но в свободное время они говорят о том, как жить. Они обсуждают, как жить, как поменять свою жизнь к лучшему, как работать над собой. Это уже не страстная дружба, в которой люди отдыхают вместе. Это дружба благостная, которая потом сильно поможет в жизни. Когда люди вместе обсуждают, как жить, говорят о чем-то важном, и причем не критикуют никого, а именно пытаются помочь друг другу, тогда это благостная дружба уже. Эта дружба очень сильную природу имеет, она спасает судьбу в конечном счете. Но есть еще духовная дружба, и она имеет 3 типа отношений. Пытайтесь это понять. Первый тип отношений. Вся духовная дружба всегда основана только на любви и все. Первое отношение тип. Я забочусь о тех, кто духовно развит меньше. Пытаюсь прощать им все, давать знания, заботиться, любить. Со всех сил. Первый тип духовной дружбы. Второй тип духовной дружбы – это отношения равные. Когда мы советуем друг другу, наказываем друг друга также словами, можем сказать правду честно. Когда мы заботимся друг о друге и помогаем друг другу. И также обмениваемся знанием, искреннее общение имеем.
Как отличить просто обычную дружбу, когда люди встречаются, разговаривают о чем-то, от духовной дружбы? Знаете, в чем разница? Разница заключается в том, что в духовной дружбе человек может сказать всю правду о тебе, какой бы она тяжелой ни была. А в обычной дружбе это невозможно. Друзья обычно говорят: бросил жену, правильно сделал, дура она, так дура была. Вот. Ну, понимаете, в обычной дружбе люди оправдывают все поступки друг друга, а в духовной дружбе они говорят правду. Понимаете, в этом разница, колоссальная разница заключается. И потому что в духовной дружбе ты веришь уже глубже человеку, а не просто дорожишь им. В обычной дружбе люди дорожат друг другу и стараются не портить отношения. А в духовной дружбе они могут поругаться даже, но при этом не портят отношения. То есть они дорожат друг другом как представителями Бога, как теми, кто идут к Богу, понимаете? Они уважают друг друга глубже, сильнее. И третий тип отношений – это отношение к старшему. Фактически, когда человек нашел себе наставника, эта личность для него как свет в темном туннеле, понимаете? Это как тот, кто тебя ведет к свету, к знанию. Очень глубокое, чистое чувство к старшему всегда бывает. И со старшим не надо развивать, пытаться в близких отношениях, пытаться как-то с ним подружиться, сразу вот этот свет теряется. Со старшим отношения служения в сердце развиваются. Вот, например, и чаще всего люди не могут найти себе старшего, потому что не знают путь. Я сейчас расскажу путь, как найти себе старшего. Старшего находит Бог. Всегда как награду это делает. Первое. Стадия. Обычно люди считают, что святые только на картинках бывают, только жили давно. Поэтому надо взять просто Сергия Радонежского, Серафима Саровского, поставить перед собой, начать им кланяться. Часто люди не знают, что если ты начинаешь просто кому-то кланяться, то немедленно устанавливаются отношения, хоть ты их не чувствуешь. Отношения — это то, что связывает людей на огромном расстоянии, как во времени, так и в пространстве. Вот как вы думаете, Сергий Радонежский сейчас живой или нет? Он такой же живой и бодрый, как и был, просто в другом теле. И связь с ним немедленно устанавливается, если вы просто думаете о его иконе. Так устроен этот мир. Надо просто об этом знать. Вы начинаете ему кланяться, просить у него помощи, хотите его выполнять наставления, служить ему, в своем сердце заботиться о нем. Тогда что происходит? Он тогда начинает потихоньку менять вашу жизнь. У вас в жизни появляется удача. Что такое удача? Какой человек становится удачливым? Тот, у которого есть вера в святость. Если у человека есть во что-то вера, эта вера его побеждает его судьбу. Потому что в трудную минуту есть три типа обращений. Первые, одни люди верят только в себя в трудную минуту и пытаются своими силами что-то сделать. Это тоже хорошо. Но это не всегда помогает. Второй тип. Человек обращается к специалистам в трудную минуту. И это классно. Это помогает больше. Но третий тип отношений, это когда человек в трудную минуту обращается к святости, то есть к Богу. И тогда Бог дает ему и специалистов, и понимание, как относиться к себе в это время. Понимаете? То есть, когда человек обращается к святости, в трудную минуту он получает все сразу в своей жизни. Поэтому самая первая стадия — это обращение к тому, кто беспрекословно свят. Это может быть святое место, священное писание, не обязательно личность. Это может быть просто святое имя Бога, священное писание. Это может быть святое место, там, святая земля, святая вода. Вот там, где вы получили вот это ощущение, облегчение в жизни, там и находится ваша вера, 100%. Память включает эту веру. Память активизируется звуком, изображением и отношениями ежедневными. Потом следующий этап, это вот когда вы нашли какого-то святого человека, он дальше вам даст веру в жизнь. Он будет вести вас по какому-то пути, и вы придете к своей вере. В этой вере вы найдете себе наставника, который просто будет давать советы. Это как друг старший, понимаете? Это не то, что он для вас духовник, это просто друг старший. И постепенно, по мере развития, человек больше святости в людях видит, и Бог ему дает постепенно более высокого духовника. Понятно? Но начинает это все именно с соображения. С чего
начинается Родина, с картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. Понятно, да? Начинается со святости, с картинки в твоем букваре, начинается с друзей верных, которые занимаются духовной практикой. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях нас никому не отнять. То есть это вера. Веру человеку нельзя отнять, никаких испытаний не отнять. Итак, очень четко надо разделить в своей жизни типы отношений. Если человек не разделяет отношения в своей жизни, то он, несомненно, терпит поражение. Есть 3 типа категорий людей. Первый тип – люди в невежестве. Люди в невежестве могут быть близкими людьми, можно с ними работать, они даже могут быть начальниками. Как с ними строить свои отношения? Надо просто выполнять перед ними свой долг, желать им счастья и держаться от них на почтительном расстоянии. Кто такой человек в невежестве? Это человек, который живет только для себя, ради своих интересов, который обычно ведет себя по-наглому. То есть он обычно имеет вредные привычки. Такой человек обычно ни с кем не церемонится и держит всех в страхе. Если вам по судьбе положено работать с таким человеком, выполняйте перед ним свой долг, держитесь перед ним на расстоянии. Никогда не открывайте ему свое сердце. И даже вам, если надо перед ним извиниться, лучше это делайте просто своим поведением. Не надо приходить к нему и говорить: извините, пожалуйста. Это вас приведет к хаосу. Он скажет: я тебя извиняю, но теперь ты будешь жить по-другому. Теперь, если вы работаете, действуете рядом с людьми в страсти, то надо выполнять перед ними свои обязанности, желать им счастья в своем сердце, как любому человеку, невежественному, страстному. Если ты в сердце человеку счастья не желаешь, значит тогда вся плохая судьба будет действовать через него. Знаете, как плохая судьба действует? Плохо подумал о человеке, больше плохой судьбы через него действует. А если постоянно думаешь о плохом человеке, значит вся твоя плохая судьба будет действовать через него. Когда мы плохо думаем о ком-то, мы открываем путь для плохой кармы. Туда вся наша тяжелая судьба и валится. Понятно? И потом нам говорят: это он тебя сглазил. Это не он тебя сглазил, а твое неправильное отношение к этой личности. Да? Где взять силы, чтобы не думать плохо? Хороший вопрос, супер. Там же. Силы не берутся, они создаются трудом. Вот вы рано утром садитесь и начинаете думать о святом человеке, кланяться ему. Я хочу тебе служить, я хочу выполнять твои наставления. Пожалуйста, дай мне веру в себя, дай мне возможность тебя почувствовать, твою чистоту. Я желаю всем счастья, желаю всем счастья. Вот так человек думает, и постепенно его сердце, у вас же в памяти остается человек непрощенный, и в памяти, когда вы думаете о святом человеке, вы так молитесь, вы параллельно между делом вспоминаете того, о ком вы плохо думаете. И вы увидите, что память о нем становится лучше. А теперь я вам помогу сейчас. Вы просто думаете, что это просто все рассуждение. Я знаю, как это делать. Вспомните этого человека сейчас, о котором вы плохо думаете. Я сейчас все делаю за вас. Вспоминаю своего наставника, начинаю ему кланяться. Вам легче о нем думать? Легче стало? Вот и все. Это просто труд. Понимаете? Просто труд и все. А некоторые как, в основном мы как живем? Мы говорим: Олег Геннадьевич, сделайте так, чтобы я плохо не думала. Я могу сделать, но вам все равно самой придется потом делать. Это труд. А как плохо не думать?
То есть нам даже делать не хочется ничего. Нам хочется просто плохо не думать и все. А это означает просто объем работы. Вот вы плохо думаете о ком-то, это объем работы. А бывает настолько большой объем работы, что надо год вот так молиться, чтобы это плохие мысли ушли. И вы вместе с ними большой пласт тяжелой судьбы уберете в своей жизни. Начиная от рака, потому что все злокачественные опухоли, они связаны с такими отрицательными мыслями. Она питается такими мыслями опухоли. Если вы кого-то ненавидите, если вы плохо к кому-то относитесь, это значит, что вероятность злокачественной опухоли уже есть в вашем организме. Понимаете? И если вы простили, значит, она уже не может развиваться. Что? Ну, это не только же одна причина, что вы плохо о ком-то думаете. Есть просто тяжелая судьба. Злокачественная опухоль вообще возникает, потому что в тонком теле, в психическом теле, есть 7 каналов психических. И в каждом канале с рождения у нас есть или хорошая судьба, или плохая. У каждого человека 3 из 7 каналов поражены плохой судьбой. И там возникает склонность к заболеванию. Понимаете, у каждого человека с рождения всегда эта склонность, она как бы одинакова, она не меняется в жизни. Вот, допустим, у вас поражен канал, который связан с позвоночником, с головой, то есть у вас может тяжесть в голове быть, боль в позвоночнике, может быть миома, допустим, вырасти, понимаете? То есть этот канал у вас с рождения поражен. И ничего не поменять в этом плане. Так и у детей тоже. Бывает, что они рождаются более-менее здоровыми, бывает, что у них плохой период жизни, и приходится в детстве уже в ранней болеть. Но каналы поражены 3 из 7 у всех стандартно. Это одинаковая ситуация у каждого человека в жизни. Один я вам назвал. Есть еще 2. Не надо изучать, чтобы это понять. Не могу сходу как бы все рассказать. И что такое рак? Это когда поражение канала становится настолько сильным, что там селится другая форма жизни. Это форма жизни, злокачественная опухоль. Она растет, имеет свои законы роста. Вот. И обычно она селится сразу в 2 каналах, поэтому рак вылечить очень сложно. Один, допустим, лекарство действует на один психический канал, она переходит, живет в другом. Я это серьезно изучаю много лет, и у нас уже есть возможность с этим как-то что-то делать, с этими заболеваниями. Я могу сказать уже секрет, что рак лечится корнями деревьев. Опухоли злокачественные лечатся корнями деревьев. Они сжигают, корни деревьев сжигают злокачественную опухоль своей силой, если их правильно подобрать. А все остальное узнавайте у нас на сайте, звоните, интересуйтесь. Это не тема сегодняшней беседы. Итак, мы с вами углубляемся в эту тему отношений. И если человек не понимает, что есть возвышенные отношения, у него в жизни нет святости, то он не сможет также с обычными людьми строить нормальные отношения. Потому что наша жизнь всегда ведет нас к трудностям. Понимаете, так психика человека устроена, что чем взрослее человек, тем больше из глубины сердца выходит испытание в его жизни. И каждое испытание может 2 варианта дать ответа. Или я победил это испытание, у меня позитивный опыт от него, я становлюсь сильнее. Или я проиграл, и у меня возникает негативная реакция, которая дальше новые испытания на себя навлекает. Понимаете? Поэтому сама жизнь не может дать защиты от поражений. Ты сказала, поверь, но прожить без потерь невозможно. Понимаете? То есть, но если человек занимается дома, садится перед иконой, допустим, начинает молитву, то все поражения, которые он имеет в жизни, он побеждает там. Все до одной, понимаете? То есть можно все победить в своем сердце, все поражения победить, если ты со святостью имеешь отношения. Понимаете? И без этого опыта невозможно быть победителем в жизни. Всегда кто-то тебя сломает. Но если человек молится, то есть он в жизни имеет вот такую защиту свыше, сломать его до конца невозможно. Его надломать только можно, но сломать невозможно. Даже если он болеет тяжелейшим заболеванием. Первая стадия, у него в сердце в результате молитвы появляется ощущение, что он победит эту болезнь. Вторая стадия, у него появляется знание, где и как лечиться. И третья стадия — это выздоровление. Понятна система?
что по-другому не бывает. Сначала человек должен успокоиться, то есть он должен почувствовать победу внутри себя. Потом эта победа приходит в виде знания, а потом он практически понимает, как это делать. То же самое в деятельности. Я не могу найти работу. Первая стадия — садимся, молимся. Вторая стадия — успокоение. Третья стадия — знание, где работать. Четвертая стадия — работа. Теперь смотрите, если человек этого делать не хочет. Вот есть у вас те люди, которые дают работу, работодатели есть среди вас? Ну, поднимите руку, кто дает работу? Ну, вот давайте вы, допустим. Какая работа? Аудиторская деятельность, да? Ну вот смотрите, я прихожу на вашу работу, да? Я хочу работу, да? Вот смотрите сейчас на меня внимательно. Вы знаете, я очень хороший специалист, у меня вот есть образование хорошее, меня друзья вам посоветовали у вас работать. Вот. Мне кажется, что я вам здорово буду помогать. Возьмите меня, пожалуйста, сюда. Нет? Сначала нужно пройти систему тестирования. Я пройду систему тестирования обязательно. Пройду. Дайте мне систему тестирования, у меня все получится. Возьмете? Ну, если получится, попробовать можно. Ну, получится, возьмете или нет? На испытательный срок сложно. Возьмете на испытательный срок? Точно? Скорее всего, нет. Знаете почему? А потому что мне по судьбе не положено работать. Я говорю не про себя сейчас. Я говорю про того человека, который сейчас с вами разговаривал. Он, понимаете, он был зависим от вас, он унижался, он вел себя очень жадно, то есть он хотел получить результат любой ценой, понимаете? И это вызывает у работодателя отвращение просто. Он ему говорит, да, сдавай тесты, но сам знает, не возьму. Теперь другой вариант. Человек приходит, улыбается, говорит, знаете, я ищу работу. Вот. Какие у вас правила? Дайте мне, пожалуйста, правила. Если вам нужны люди вообще. Нужны? А какие правила? Ну, как в любой фирме есть свои внутренние правила. Так. Есть определенные стандарты, есть определенные требования, начиная с квалификации, заканчивая человеческими требованиями. Я очень благодарен вам за то, что вы хотя бы возможность мне даете. Спасибо вам. И так далее. Уже лучше, да? Или нет? А? Еще не лучше. Правильно. А вот когда человек приходит, он чувствует себя удовлетворенным внутри. Он ведет себя квалифицированно сразу с самого начала, тогда уже точно лучше, да? Но он при этом как бы не зависит. Он возьмете, не возьмете. То есть большой проблемы у него нет в сердце, так? Тогда уже то, что надо. Тогда уже бежишь за ним. Понимаете, о чем я сейчас говорю? Что когда человек в молитве побеждает вот эту жалкую зависимость от работы в своем сердце, то он уже победил судьбу заранее. Все, он уже ее победил. Вот девушка, когда вот это желание, когда я выйду замуж, когда у нее желание это уже в сердце успокаивается, скоро выйдет замуж. Когда она уже своим служением людям, своей заботой, любовью ко всем победила вот это вот, то скоро выйдет замуж. А вот это вот состояние быстрее выйти замуж, оно к чему приводит ее? Она становится некрасивой, несчастной, больной. Ой, ты, дурочка моя, трубадурочка, отчего же исхудала фигурочка, не может обратиться к врачу. Ничего я не хочу. Настроение у тебя истерическое. Ой, ты, доченька, яйцо диетическое.
Понимаете, о чем я говорю, женщины? Понимаете, нет? Первая стадия — победа над собой во всем. Поэтому не надо бегать по городу искать, как дурак, работу. Сядьте перед святым изображением, начните свою молитву. Поиск начните со своего сердца. Первая стадия — успокоение. Вторая стадия — знание. Приходит знание, чувство, что дальше делать, как дальше жить. Может быть, попадется помолиться, допустим, неделю-две. А как найти работника? А? Как найти работника? Работника точно так же. Садимся и молимся. У меня такая же проблема. Мне тоже нужны работники хорошие. Голод. А? Голод, кадровый голод. Кадровый голод везде и всегда. Это самая главная проблема. Но у меня есть лекции по бизнесу. Пожалуйста, послушайте. В Москве, в Питере я читаю. Там самая главная проблема — это не кадровый голод, а проблема, что человек, если он правильно оформляет идею своей деятельности перед Богом, тогда эта идея привлекает идейных людей, которых можно выучить. А не идейных людей выучить невозможно, потому что они сначала выучиваются на тебе, а потом тебя же и кидают. А идейные люди, они выучиваются и остаются, но идейные люди приходят к идейным людям. Умные остаются в умных, достаются в умным, а я досталась тебе. Подумайте над этим, подумайте. Все зависит от того, какая идея вашей деятельности. Если вы поменяете идею, сделаете более нравственной, чистой, возвышенной, то у вас появятся соратники постепенно, со временем. Есть еще способ, как отбирать людей. Можете просто лекции давать им послушать. Если они откликаются на эти лекции, постепенно они разовьются. Потому что изначально у людей разные возможности разума. Вот здесь сидят только разумные люди, потому что они могут слушать. Неразумные люди не могут усидеть на лекции, они уходят. Понимаете, о чем я говорю? У меня есть просто опыт. У меня есть друзья, бизнесмены, он так создают себе коллективы. Вот этот человек, которого я сказал, который, он олигарх фактически, то есть у него мощнейший бизнес, мирового значения, он торгует в других странах. Он дает слушать лекции сразу мои. Я когда приезжаю к нему там в Иркутск, сразу первый ряд его сотрудники. То есть он дает слушать и смотрит на человека, какая реакция. Если человек реагирует на лекцию неправильно, он его не развивает все, он знает, что бесполезно. А если человек правильно реагирует, адекватно, он начинает его развивать как специалиста, как личность, и знает, что тот не предаст его. Нравственность и духовность человека стоит выше, чем его квалификация. Сейчас у нас произошла подмена в обществе. На первом месте стала квалификация человека. И поэтому столько проблем у тех, кто ищет себе команду, создает. Помните, соратники, да, у Ленина ведь? Не специалисты а у него были соратники, Феликс Эдмундович там. И они, именно эти соратники, сделали всю создали ему власть, структуру власти. Просто те люди, которые идею имели такую же, как он. Это классика жанра, понимаете? Это то, что должно быть всегда. Это в ведах описано таким образом. Что так должно создаваться деятельность. У Петра I был Меньшиков и так далее. У Суворова все войско было его соратниками. То есть он так делал, что люди из него жизнь отдавали. То есть все, кто имеет силу в деятельности, они все имеют вокруг себя идейно, духовно, людей духовно имеющих одинаковое мышление, нравственное, духовное мышление. Поэтому очень важно в деятельности жертвовать храмы, чтобы люди привлекались этим поведением старшего и направляли свое мышление в этом направлении. И так попытайтесь понять, что человек, который неправильно строит свои отношения, всегда обречен на неудачу в жизни. Отношения являются самым главным законом жизни человека. Вот, допустим, даже в семейной жизни надо понять, твой близкий человек в страсти, в благости или в невежестве находится. Если в невежестве находится, надо выполнять все обязанности перед ним, отдавать ему свою любовь,
но не пытаться с ним взаимность какую-то иметь, понимание вещей. Не надо его грузить там знаниями. Надо просто служить ему, заботиться и держаться внутри своего сердца от него чуть-чуть подальше, потому что иначе будет страдание, тяжелейшее страдание в жизни. Если человек живет в страсти близкий, то тогда надо заботиться о нем, служить, иметь очень общие интересы в практической сфере. Вместе там, допустим, дом строим, вместе детей воспитываем, но открывать сердце в этом случае можно только Богу и старшим духовным. А если вы такому человеку пытаетесь сердце открыть, то в сердце попадет стрела непонимания. Но если постепенно в результате вашего служения и заботы человек начинает глубоко воспринимать вас как личность и говорит: я очень благодарен судьбе, что ты со мной, ты удивительный человек, начал видеть в вас душу, то тогда постепенно этот человек станет на духовный путь и перейдет в благость. И это неизбежно происходит со всеми людьми. Хоть невежестве вы находитесь, хоть в страсти. Если вы будете правильно себя вести с человеком, постепенно ваши отношения станут искренними. Искренность — это качество божественное, а не деловое. Запомните. Только в вере бывает искренность, она не бывает просто в обычной жизни. И не надо в нее играть. Часто люди играют в искренность и получают потом очень тяжелую ситуацию в жизни. Вот теперь настала такая часть нашей лекции, которая означает, что нужны вопросы по работе, по деятельности, по отношениям, чтобы мы на основании этих вопросов двигались вперед. Потому что это вот очень практическая сфера, она требует конкретной работы. Вы только не спрашивайте меня про геморрой и про свою личную жизнь. Вот. У меня есть врач со мной приехал, который может по болезни вам рассказать, а про личную жизнь у нас сейчас не время. И хорошо, что есть микрофон. У кого есть вопросы по работе? Здравствуйте, Да? Вот знаете, вы говорите, что если приходишь к работодателю с непривязанной к работе, то вот... Невозможно быть непривязанным к в работе. смысле, с тем, что ты как бы... Удовлетворен собой, удовлетворен. Да. Он тогда не берет тебя на работу, потому что ты работать не будешь. Ты же не привязан к работе. Нет, вы ошибаетесь. Эксплуатировать тебя невозможно. Вы ошибаетесь. Вы не понимали, не поняли, о чем я говорю сейчас. Я говорю о не привязанности к работе, а удовлетворенности. Я сейчас, хорошо, это важная тема, давайте поговорим об удовлетворенности. Что такое удовлетворенность? Понимаете, у человека есть истинное эго в жизни, есть ложное эго. Ложное эго, оно заставляет человека быть зависимым. И он ведет себя как тот, который или унижен, или возвышен. Понимаете, ложное эго как делает? Или ты на коне, или ты под конем. Если ты под конем, тогда веди себя соответствующим образом, как тот, кто под конем. Если ты на коне, тогда можешь точно так же, как бы, на коне всеми пренебрегать. Вот, допустим, я в самолет захожу, да, и в бизнес-классе кто сидят? На коне. Вот. Конечку. На коне, понимаете, сидят. Но это не значит, что все люди, которые имеют истинное чувство собственного достоинства, нищие. Там можно увидеть человека, который просто очень интеллектуальный и очень развитый. То есть он сидит в бизнес-классе. Почему? Потому что он благостный. У него реально как бы очень хорошая судьба. И как они отличаются, такие люди? Он смотрит на тебя очень внимательно, всегда открыт. Даже он, вроде бы ты проходишь мимо, он смотрит на тебя внимательно, открыт к тебе. И он про тебя много чего уже знает, просто глядя на тебя. У этого человека правильно работает, чувствует собственное достоинство, его хочется уважать с самого начала, как только ты его увидел. Откуда берется правильное чувство собственного достоинства? Оно берется от победы над судьбой. Если ты в молитве, в отношениях со святостью уже победил свою нищету, вот свою безработицу и эту убогость в жизни уже победил, тогда эта победа чувствуется в сердце. Ты приходишь к работодателю, и она чувствуется также им.
Ты хочешь работать, это факт, но ты не унижен перед ним, а просто он чувствует, что ты достойный человек и начинает уважать тебя с самого начала и чувствует, что мне такие люди на работе нужны. Потому что тот, кто унижен, будет потом конючить зарплату, а тот, кто возвышен, будет диктовать свои права, а тот, кто удовлетворен в сердце и ведет себя правильно, будет просто работать и вести себя хорошо, человечески. Это уровень духовного развития человека. Вот интересно, я вот, например, пошла устраиваться на работу. У вас нет Мне- удовлетворенности в сердце, я вам точно Но говорю. это было давно, допустим. Мне не было такой необходимости работать. То есть я узнала от знакомых, что им требуется человек, который бы помог им разгрести так бухгалтерию. Мгм. И я пришла и говорю, что в принципе мне нет необходимости такой работы, но я могу вот вам помочь. Хочу. Я даже не спрашивала, сколько у них там зарплата и так далее. Мгм. Но они говорят, так вам не нужна тогда работа, мы вас не возьмем. Правильно, я бы тоже не взял. Если человек не нуждается в работе, зачем ему работать? Я ведь говорю не о том, что вы не нуждаетесь в работе, а я говорю о вашем отношении к жизни. Хорошо, приведу другой пример. Вот, допустим, передо мной девушка, которая меня очень любит и так смотрит на меня. Очень зависимо. Я возьму ее замуж? Нет. Буду с ней встречаться? Нет. Почему? Ее чувство собственного достоинства не соответствует моей судьбе. Но если она ведет себя нормально, спокойно, как бы не заискивающе, но уважает, приятно ей, допустим, со мной. Я, конечно, женатый человек, я сейчас не буду дальше рассуждать на эту тему. Но в целом, как бы вы поймите, как это все возникает. Что человек приходит, он хочет работать, это факт. Ему нужна работа, но у него в сердце уже есть хорошая судьба на это. Эта судьба, получается, дается Богом с помощью молитвы. И в чем она выражается? В том, что человек не унижен, не возвышен, он не заходит, ни урны пинает, не заходит, не заползает, понимаете? Он просто заходит спокойно, как бы, и общается, что за работа, изучает все. Такой человек сразу вызывает уважение. Ну, приведем другой пример. Студент, допустим, сдает экзамен. Человек подходит, смотрит на преподавателя уважительно, берет билетик, спасибо большое, не заискивает, не пренебрегает преподавать, не насмехается над ними, не как бы смотрит на них, как мышка на тигра, а просто уважительно относится с любовью, как младший. Берет билет, садится тихонечко, спокойно, пишет, изучает, скромно себя ведет, но с достоинством. Он когда выходит, если он на тройку отвечает, что ему поставят? 4. А если на четверку? 5. Вы услышали меня или нет? Все делает судьба, а судьба связана с Богом в сердце, а с Богом связь идет через святость. Когда человек это делает, он побеждает судьбу. Так живет, он побеждает судьбу. Вам надо просто попробовать сейчас. И вы увидите, о чем я говорю. Просто попробуйте. Сейчас можно много говорить об этом, потому что только личный опыт дает веру. Вера приходит из личного опыта. Быть может, ты, конечно, на свете лучше всех. Это сразу поймешь. Дальше вопросы? Хороший вопрос, спасибо, это очень важно, да? Угу. Хотела бы посоветоваться. У меня ситуация такая, что я работаю в своей специальности уже давно, но та организация, в которой я работаю, я чувствую, что она просто работает холостую. Она сохранилась, как с советских времен. И какого-то полезного, что-то полезного для общества в своей работе я не вижу. И это составляет большую проблему. Вот. С одной стороны, все остальное устраивает.
на работе. У меня к вам вопрос. А это случайность в вашей жизни, такое предприятие, или закономерность? Закономерность. Я Видите, вы не согласны с этим внутри. Вот ваша работа на этом предприятии – это ваша судьба. Я даже по планетам вижу, какая планета вам дает такую судьбу. Но если вы не примете, что это ваша судьба, вы не сможете и дальше пойти в жизни. Первый этап – это принять, то есть сказать себе, вот я что заслужила, там и работаю. Теперь сразу возникает вопрос, а можно ли работать где-то в другом месте лучше? Можно, но для этого надо сначала поменять судьбу. Нужно сначала отношения с Богом такие установить, чтобы прорыв произошел, понимаете? Вы же чувствуете, какой-то пласт висит на жизни ни туда, ни сюда, и там вас держит судьба, так? Ну да, есть же способ уйти от этого, но этот способ не означает бросить. Шило на мыло не поменяешь в жизни, понимаете? То есть надо сначала принять, переварить судьбу, а потом появится другая, лучше. Начните прямо там на работе это делать. Не надо никуда бежать. Сначала примите объем работы, поймите, что это ваша судьба. Потом постепенно объем работы будет уменьшаться по мере вашего душевного труда. Видите, вам уже легче стало. Вы уже думаете, а может я там и останусь, все нормально, если это мысль. Так или нет? не совсем. Не совсем. Вы услышите то, что я говорю, пожалуйста. Услышите, и вам уже там станет легче работать сразу, когда вы примете это как судьбу, потому что пока человек считает это своей несправедливостью, то тогда он всегда страдает. Есть такой закон, закон жизни. Он описан во многих священных писаниях, и древние греческие философы об этом говорили, что когда человек пытается воздействовать на ту сферу, в которой он не имеет сил влиять, он всегда страдает. Когда вы считаете, что это просто несправедливость, такая работа, и вам нужна другая работа, то вы страдаете. Когда вы считаете, что это ваша судьба, это сфера вашей жизни, эта работа, с этого момента это уже не страданием является, а объемом работы. Вот представьте себе, есть грязная кухня в вашей квартире, которая всегда всю жизнь грязная, только по той причине, что вам не дают возможность там убирать. К чему это приведет? Страдания, вы будете страдать, думать об этой грязной кухне, постоянно думать, Господи, ну сколько можно жить с этой грязной кухней уже? Всю жизнь одна грязная кухня, ну сколько можно? Как это все поменять, эту ситуацию? Получить возможность убираться в кухне, правда? Так? Как получить возможность понять, что это ваша кухня, не чужая? Это ваша судьба, ваша работа, понимаете? Это не то, что вам не повезло, как вы думаете, это ваша судьба. Когда вы поняли, что это ваша судьба, стало спокойнее сразу. Вы уже зашли на кухню, стало уже спокойнее. Вы еще не начали убираться, но уже спокойнее, вы уже туда зашли. Понимаете, это не бедоносец и метр в кепке, это мой мужик, понимаете, мой родной мужик. Мой объем работы, понимаете? Пусть небольшой такой, невысокий, но объем работы. Мой, личный. И я должна вот с ним жить и трудиться над своей судьбой, рядом с этим человеком. Не то, что мне не повезло, я могла бы себе повыше найти. Вот. Это мой, вот конкретно мой объем работы. И если вы поняли, это сразу легче стало уже. Потому что можно прибираться в кухне уже начинать, понимаете? Нет? Видите, трудно понять. Даже молитва нужна для того, чтобы это даже понять. Вы когда микрофончик передаете, вы не стоите дальше. Вы заслоняете сразу 5-6 человек с собой. А садитесь куда-нибудь. Да, ну там можно стоять, там никого нет уже. Ну, чтобы люди, мы с людьми, чтобы контакт имели. Да? Олег Геннадьевич, здравствуйте. А вас устраивает всех, что мы ответы на вопросы делаем или нет? Нормально? Практическая часть уже дети. Да? Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Такой, может,
Является ли деятельность по проектированию атомных боеголовок благим делом? Потому что, с одной стороны, рассматривая политику нашего государства, мы никогда не были агрессорами, мы это делаем с целью защиты, да, нашей страны, но с другой стороны, защиты вообще всего мирового. Вам сразу отвечу на вопрос. Можете это делать, это нормально. Такая же работа. Понимаете, государство не может иметь, государство не может жить без защиты, без армии. Оно сразу будет уничтожено. И также государство не может жить без каких-то действий, связанных с защитой страны. Понимаете, просто очень трудно все это понять. Это глубокие такие темы. Кто агрессор, кто защитник. Очень трудно понять. Но в целом государство должно иметь защиту, иметь оружие свое. А сейчас такой уровень оружия, что вот такое оружие в государстве. Если, допустим, в стране не будет атомного оружия, что тогда будет с этой страной? Она станет предметом просто влияния других стран, она станет слабой, беззащитной. Поэтому ничего страшного в этом нет. Просто вы, помимо этой деятельности, вы работаете там просто, выполняете свой долг, зарабатываете на хлеб. А помимо этой деятельности надо идти и молиться Богу, понимаете? Потому что без этого ваша жизнь станет пустой. Вы всю свою жизнь будете работать только на оружие. Какой смысл? Нет смысла никакого. Главное в жизни это не то, что вы делаете там на работе, а то, что вы делаете в своем сердце в отношениях с Богом. Это самое главное. И там же в этих отношениях вы окончательно поймете, именно эта деятельность вам нужна или какая-то другая. Я не говорю сейчас, что эта деятельность плохая, это нормальная работа. Просто поймите, что она не даст вам удовлетворения, потому что ваш глубокий вопрос. Вы когда встали и просто рот открыли, знаете, я что понял сразу? Мне на вопрос большое спасибо. Знаете, что понял я сразу? Первое я понял, что... то девушка сзади же спрашивала вот так вот, да? Вот, да, первое я понял, что вы очень образованный человек, у вас хорошо поставлено чувство эго, то есть у вас эго работает правильно, то есть вы уважаете людей, себя уважаете в жизни. Вот, но я также почувствовал еще одну вещь серьезную. Знаете какую? Я почувствовал, что вы меня не об этом спросили. Меня спросили: Олег Геннадьевич, скажите мне, пожалуйста, для чего я живу? Является ли эта вот деятельность целью моей жизни? Настолько она значимая, чтобы ей отдать свою жизнь или нет? Дайте микрофон, дайте. Я сейчас более глубокие темы понимаю. Давайте сейчас, ну-ка скажите, как я правильно вас, неправильно понял. Давайте порассуждаем. На самом деле я спрашивала не про себя, а про своего очень близкого друга, с которым я хочу связать свою жизнь. Это значит, что про себя. Да. Сейчас я вам кое-что скажу. Вы разумный человек, я вам сейчас открою тайну. Мужчины влияют на этот мир, и там находятся их амбиции. Чем занимается этот мир, это всегда неравнодушно мужчинам. Запомнили? Первый урок прошли? Второй урок пройдите. Женщины влияют на мужчин. И именно мужчины и дети для женщин являются сферой их амбиций. И поэтому чем занимаются мужчины и чем занимаются дети у женщины, им абсолютно не безразлично. Это фактически то же самое, что она сама этим занимается. У меня часто были ситуации в жизни, что я говорю по телефону с каким-то человеком, она подходит ко мне и говорит: так нельзя говорить. Я как бы, когда перестаю говорить по телефону, говорит: что случилось? Она говорит: мы так никогда не думаем и не будем думать. Я говорю: при чем тут мы? Я с человеком разговаривал. Она говорит: наша семья так не будет никогда. То есть женщина отождествляет мужчину с собой. И его слова, поступки, мысли, это ее слова, поступки и мысли. Понимаете, о чем я говорю или нет? Она не может это разделить одно с другим, потому что ее сфера амбиций — это мужчина и дети ее. Поэтому вы говорите, я не о себе сейчас говорю, а о близком человеке.
Это означает о себе для женщин. У вас есть возражения? А? Ну, что ты скажешь мне? Я с вами полностью согласна. Теперь еще одну вещь усвойте, что также женщина, когда такие вопросы задает, она говорит также о цели жизни семьи. Для женщины это не безразлично. Цель жизни ее семьи. И объясняю вам теперь самое главное, что вы должны знать, что цель жизни семьи создает женщина. Женщина является сердцем мужа, и храмы на 80% заполнены женщинами, а не мужчинами. Потому что женщина с рождения, Бог дал женщине с рождения знания о том, что такое чистота и святость. Это в женщине заложено с самого рождения. Поэтому женщины выглядят очень возвышенными, даже вид у женщин более возвышен, чем у мужчин. Поэтому женщина вдохновляет мужа к духовной жизни, а не наоборот. А потом мужчина уже и ведет семью в духовной жизни. Поэтому это ваша обязанность понять, что выше работы у мужа есть также духовная жизнь. Об этом он еще не знает и узнает еще не скоро. И узнает он только с вашей помощью, а больше никак. И только очень большие усилия внутренние, направленные на развитие своего близкого человека с помощью любви и заботы, дадут возможность вам открыть его сердце к знанию. И если вы это сделаете, ваша жизнь увенчается успехом. Услышали меня? И не будет иметь значения для вас, где он работает, слишком большого. Потому что Бог ему не даст работать там, где не надо. Он будет под защитой совести находиться, этот человек. А сейчас вы являетесь его совестью. Через вас действует Бог. Запомните. Спасибо. Поэтому вы и задаете мне этот вопрос, а не он. У неразвитого мужчины совестью является жена, а у развитого мужчины совестью является его наставник. Но жена тоже продолжает являться совестью, она не снимает все полномочия. Просто развитый мужчина всегда слушает свою жену, а неразвитый мужчина всегда затыкает ей рот. Следующий вопрос. Спасибо большое. По деятельности. Не забывай, тема отношения к деятельности нашей жизни. Вопросы пока очень не нравятся все, они раскрывают глубже тему. Вот еще женщина, где? Ну вот у нас есть сверхдуша, действует через мужчину вот такого. Он сам выбирает, кто будет отвечать. Ну, я просто давно просила его. Могли бы вы... Вы с сверхдушой договорились, да? Получается, что так. Могли бы вы привести пример вот этой вот утренней молитвы, о которой вы очень много сегодня говорите, когда мы ставим изображение святого, да? О чем она, вот более подробнее, более, наверное, распространеннее, потому что, ну, мое, по крайней мере, образование и воспитание, все, что я знаю на сегодняшний момент на молитве, да, это когда вот, ну, что-то тебе надо, попросил Бога, да, и то есть все сводится к тому, что дай мне хорошую работу, дай мне здоровье. И что он забыл, если не помог, да? Ну, да, и очень, наверное, важно, это то, что для меня, для многих здесь сидящих, да, чтобы вы вот с практической точки зрения побольше, поглубже рассказали, как выглядит вот пример какой-то молитвы, чтобы обрести именно то внутреннее состояние, да, спокойствие, принятие, открытие вот сердца. Потому что, оговорив одно свое желание, да, любому святому, ты не настраиваешься вот именно на этот внутренний. Знаете, вы очень образованный в духовном плане человек. Я вам очень благодарен на самом деле. Спасибо. Спасибо вам большое. Я вам сейчас расскажу об этом обязательно. Есть несколько типов молитв, одни из которых люди просто считают молитвами, но эти молитвами на самом деле не являются. Первый тип молитвы – это молитва прошения о счастье в этом мире. Эта молитва не является молитвой по сути, потому что она не дает никакого результата. В Ведах объясняется, что если ты достоин хоть капельки счастья в этом мире, эту капельку ты немедленно получаешь. У Бога Бог не жмот. Он дает человеку все, что ему необходимо и что он достоин сразу, немедленно.
как только он получает на это позволение в своем сердце. А давать человеку то, что ему не позволено, очень вредно для человека, потому что это немедленно его испортит жизнь. Поэтому молитвы «дай мне побольше» не работают, они не имеют никакого смысла. И по сути молитвами не являются, это просто самообман. Это первый тип молитвы. Теперь второй тип молитвы. «Дай мне духовного». Вот дай мне хлеба насущный. Насущный хлеб — это духовное знание. Это самый насущный хлеб. Потому что счастье с древнерусского переводится таким образом: сейчас жить. Счастье означает жить сейчас. И только когда человек находится в молитве, он живет сейчас. Потому что есть три силы в этом мире. Есть невежество. Невежественные люди в своем сознании живут в прошлом, и они постоянно скорбят. Даже песни их блатные, они наполнены скорбью. А белый лебедь на пруду гоняет падшую звезду на том пруду, куда тебя веду. Понимаете, то есть наполнены скорбью. Люди в невежестве, они живут в прошлом. У них постоянно скорбь в сердце. Люди в страсти живут в будущем. Они не в настоящем находятся, они верят в будущее счастье, поэтому пашут для него. Птица счастья завтрашнего дня прилетела крыльями звеня. Выбери меня, птица счастья завтрашнего дня. Понимаете? Страсть, состояние страсти. Когда в будущее человека тянет. Когда он осекается в будущем, он попадает в невежество, начинает думать о прошлом. Затянулась белой гладь старинного пруда, была как буратино, и когда-то молода. Вот, то есть, но счастье возможно только в том случае, если человек соединяется с духовной истиной, которая приводит его в настоящее время. Ему хочется жить прямо сейчас, прямо здесь, никуда не бежать. Люди в страсти хотят счастье купить с помощью труда и денег. Люди в невежестве хотят восстать против устоев этого мира и победить свое счастье. А люди в благости, они никуда не бегут. Они понимают, что счастье находится в совести. Когда они начинают жить по совести, они сразу же становятся счастливыми немедленно, прямо сейчас. Поэтому, когда человек просит у Бога: дай мне духовного знания, дай мне знания, как жить, это прошение является правильным. Но является также не самой лучшей молитвой. Потому что есть еще более высокий тип молитв, которые, несомненно, дают победу над судьбой человека. И более таким высоким типом молитв является «Я хочу тебе служить». Потому что все люди живут только для себя и только и делают, что эксплуатируют Бога. А Бог постоянно служит нам, но с нами в этом случае близких отношений строить не хочет. И себя нам не показывает только по той причине, что мы недостойны Его. Но когда человек начинает отвлекаться от себя, от своей нужды и говорит: я хочу выполнять твои наставления, я хочу жить для тебя, я хочу тебе служить, пожалуйста, я желаю всем счастья. Потому что человек с одной стороны служит Богу, а с другой стороны он служит всем остальным. Это и есть природа души изначально. Душа в таком состоянии, в котором она бежит к своему счастью, она просто спит. Она не живет, она хочет, мечтает о счастье, живет в мечте в этой. Но когда человек начинает кому-то служить и думать о том, что я хочу жить для Бога, в этот момент немедленно просыпается настоящая жизнь. Понимаете? Еще есть один уникальный тип молитв, который, несомненно, приводит человека в восторг. Когда человек прославляет Бога и радуется Ему. Этот тип молитв удивительно сильный, потому что в это время вообще человек отвлекается от всех проблем. Даже от того, что ему надо что-то получить, духовное знание или служение от Бога. Он просто радуется Ему и все. Это уникальный тип молитв, который достоин только святых людей. И когда люди просто слушают такие молитвы, они обретают огромную силу внутри. Сейчас проверим. Сейчас мы включим такую молитву.
И мы будем под нее желать всем счастья. Еще одно надо знать, что надо читать только молитвы своей веры всегда. Не нужно никуда отвлекаться. Не надо ничего менять. То есть находитесь в своей вере, внутри своей веры. И молитесь так, как Бог уже дал вам в сердце, в вашем знании. У каждого человека есть какая-то склонность к какой-то вере. Если это нет, ищите, тоже найдете. А сейчас послушайте меня. Самый высокий тип молитв, который дает победу над судьбой немедленно. Все сели прямо, сейчас будем желать всем счастья. Что мы должны тоже в это время что-то делать. Но это будет уникальное время в нашей жизни, раз у нас есть такие уникальные люди, которые задают уникальные вопросы. Ну, недолго сейчас, на минуточку. Я желаю всем счастья. 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 Достаточно. Смотрите, видите, очень важно во время молитвы, чтобы кто-то дал тебе память. Сам человек не может молиться, но если он молится под голос человека, который знает, как это делать, тогда победа, несомненно, придет. Это первый этап, с которого надо начинать. Вы почувствовали, о чем я говорю сейчас? Голос человека, который настрой дает, очень важен. Потому что у нас нет своего опыта отношений с высшими силами. А у людей, у которых есть этот опыт, через звук их голоса передается сила человеку в сердце. Самый лучший тип молитвы — это тот, который дает нам возможность служить, а не просить. Это очень важно. Когда человек преодолевает себя и встает на такой тип поклонения, то тогда все его желания удовлетворяются немедленно Богом, потому что Бог может строить два типа с нами отношений. Первый тип — это деловые отношения, когда Он просто делает то, что нам положено по судьбе. Эти деловые отношения всегда Он выбирает, когда мы у Него чего-то от Него хотим. Не бескорыстно к Нему относимся. Второй тип, когда человек оставляет в покое свою судьбу и начинает просто прославлять Бога или желать Ему служить, две вещи. Тогда в этом случае Он сам начинает заботиться о вас. И тогда все встает на круги своя, потому что так и должна строиться жизнь. Мы должны выполнять свой долг перед людьми и перед Богом, а судьба будет сама заботиться о нас. Те люди, которые бегут к счастью, счастье всегда убегает от них. А те люди, которые бегут к служению и к любви, тогда счастье бежит за ними. Услышали меня? И так никогда не поменяется, так будет всегда. Когда человек хочет счастья и постоянно стонет по нему, он никогда его не получит. А когда человек забыл про это и начинает заботиться о других и прославлять святости Бога, тогда судьба сама ему дарит счастье. Счастье независимо от нас. Если человеку даже подарил счастье судьба, и он этому обрадовался, счастье в это время уходит. Когда счастье приходит, надо опять не думать о нем, а думать о других. И тогда человек всегда уже будет счастлив. Когда ты счастлив сам, счастлив поделись с другим. Понятна система? И также вот эти вот люди святые, они когда поют, они тоже не для себя это делают, они делятся с другими постоянно. Но это не обязательно только в православной вере возможно. Такое же настроение может быть и в других культурах духовных. И не обязательно только прославлять Бога, можно просто повторять Его имена с любовью. Вот, например, в мусульманской культуре именно так делается. Люди повторяют святые имена с любовью Бога. И это тоже очень возвышенно и чисто. Могу включить, если хотите. Ну, как вариант. Я не отношусь ни к той, ни к другой вере. Я просто человек земли. Я люблю вообще, когда люди правильно живут. И когда они выбирают свой путь в жизни, я испытываю огромное счастье. У меня много разных культурах и верах друзей.
на этой планете, что я очень Богу благодарен. Это молитва 99 имен Аллаха. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Спасибо большое. Ну, я просто ответил на ваш вопрос. Привел вам примеры, как может протекать молитва. Это может быть прославление Бога, может быть желание служить Ему или повторение Его имени, просто с любовью. Надя, я люблю тебя. Надя. Знаете, то есть повторение имени очень важно, то не просто Надя, Надя, Надя. Понимаете? С любовью. Дает такой же результат точно. Да, входила по деятельности вопрос, да? Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Значит, небольшой коллектив, военнослужащий, начальник, ввиду деятельности иногда унижает очень сильно. И... Нормально, это всегда, вот там, где есть войны, там есть унижение и возвышение. То есть... Вопрос не в этом, то есть, ну, там не дает возможности некоторым повыситься и так далее. Отругал начальник, пришел домой, послушал лекцию, все хорошо, но находясь в коллективе, есть такие люди, которые постоянно, ну скажем так, вот как плохо, какой он плохой, и ты волей-неволей находясь там, начинаешь вот это чувство поддаваться этому. Как вот с этим или защититься, или же как-то попытаться настроить этих людей? Супер вопрос по нашей теме. По теме страданий, главное, которые происходят в деятельности человека. Причина этих страданий заключается в неправильной постановке отношений. Мы же хотим дружить со всеми на работе, мы думаем, что единственный способ сделать счастливым человека — это быть к нему поближе. И в этом заключается ошибка, основная вообще отношения на производстве. Потому что сделать счастливым человека в данном случае лучше быть от него подальше. Желать ему счастья в своем сердце, но не обсуждать с ним эти вопросы, не приближаться к нему. А если он приближается к тебе, то делать нейтральный вид. Потому что тебе эта тема просто неинтересна. И это будет деликатно по отношению к нему. Вы не оскорбите человека таким поведением. И он вас потом будет уважать. А вот если вы будете обсуждать с ним начальника, то в этом случае вы дураком и останетесь в его глазах. Люди, когда вместе кого-то обсуждают, то даже психологические исследования существуют, что тот человек, которого обсуждают, больше значения в жизни имеет человека, чем тот, с которым ты обсуждаешь. Тот, с которым ты обсуждаешь, совсем становится для тебя нулем. Это психологический эффект такой, понимаете, существует. Поэтому, по-любому, если вы нейтральную позицию занимаете, но это возможно только в том случае, если вы не сильно привязаны к этому человеку. Поэтому я говорю, главное в деятельности — это правильно расставлять дистанцию или отношения. С благостными людьми близкая дистанция, близкие отношения, со страстными дистанция подальше. Вместе работаем, уважаем друг друга, общаемся по делам. Но как только общение выходит за сферу деловых, обсуждение кого-то и так далее, сразу тогда мне это не интересно. Если вы такие со страстными людьми отношения строите, вы можете 20 лет работать на этом предприятии, у вас не будет никаких проблем. Как только вы начинаете ближе отношения со страстными людьми строить, сразу же вы вовлекаетесь в разные группировки, политики, вас кто-то кидает, и начинается веселая жизнь. А невежественные люди, если рядом с вами, матерятся на всех, там ненавидят, вы просто спокойно работаете и вообще не обращайте на них внимания. Вместе что-то делаете, и они тоже будут нормально к вам относиться в этом случае.
Установите правильную дистанцию с людьми. Если вы этого не сделаете, правильные, чистые, светлые отношения у вас с людьми устанавливаться не будут. Невестного человека можно любить только на большом расстоянии, страстного человека можно любить только на небольшом расстоянии, а благостного человека надо любить близко. Запомните, это очень важно. Если вы запомните, у вас жизнь на работе будет отличная, без всяких проблем вообще. Все проблемы только неправильной дистанции в отношениях. Потому что эти дистанции выбираются из ложных ожиданий. Мы от страстных людей часто ожидаем правильного понимания вещей. Допустим, вы сейчас на лекцию, с лекции придете и будете говорить: послушай, такая лекция, он скажет: не хочу. Потому что у них другие цели в жизни. Зачем вы навязываете это? Вы испортите отношения, можете даже развестись потом. Я знаю, как люди разводятся, когда людям навязываются духовные, чистые, светлые отношения, когда человек к этому не готов, у него другие цели в жизни, он пока не может так жить, у него другие цели. Но вы ему говорите: давай вот это слушать, это изучать. Он не готов просто, и все. И тогда рушится семья вообще. Он говорит: я вообще не хочу с тобой жить, потому что ты другим путем пошла. А если бы его не трогали, все было бы хорошо. Услышали меня или нет? Трудно услышать, я бы понял. Так, вот свет душа у нас движется вдоль зала. Дает кому-то микрофон. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Хочу спросить, как повысить идейность в коллективе у подчиненных? У вас есть подчиненные, да? Да. Потому что чаще всего преобладает жажда наживы, чтобы денег... А вы не трогаете вот это желание людей зарабатывать. Не воспринимайте его как жажда наживы. Хорошо? Это первое условие. Мы с вами должны об этом договориться. Потому что давайте людям, у которых осознанность меньше, чем у вас, иметь свои природные недостатки. Все люди хотят выжить. Понимаете, в этом мире невозможно без воздуха, без воды, без еды, без жилья. Без всего это невозможно прожить. Если человек хочет жить, он всегда будет хотеть это все иметь, понимаете? Это неизменно для каждого человека. Поэтому это не является жаждой наживы, а просто естественная потребность человека жить. Но если человек духовно развит, его потребности возвышаются. И поэтому у него отношение ко всем этим потребностям, естественно, становится более спокойным. Это все возникает только из развития личности, а не из-за того, что он ограничивает свои эти желания. Смотрели фильм с участием Черетана, как там он дрова колол? Это ограничение естественной потребности жить в семье вызывает такой результат. Челюсть вставляется искусственный дрова колоть. Половая энергия непреодолима, понимаете, с ней ничего не сделаешь. Поэтому не надо такого человека называть несдержанным, если ему нужна жена. Это просто естественная потребность, понимаете? Также у них есть естественные потребности. Первое правило, как сделать коллектив возвышенным, надо его принять в своей жизни. Дать людям возможность иметь естественные недостатки. Как только старший начинает уважать во младших их возможность быть младшими, тогда он становится старшим по-настоящему. Знаете, какая основная проблема всех старших в коллективе? Хотите узнать, какая? Они по факту не считают себя старшими. Они относятся к людям как к равным и требуют от них как от себя. Хотя Бог уже поставил человека как старшего в коллективе, это значит, что он имеет больше благочестия. И никогда младших не надо требовать как от себя. Они всегда те, кто не смогут быть такими, как вы, никогда в жизни, никогда. А если они смогут, значит они сами станут старшими и уйдут из вашего коллектива, у них будут свои подчиненные. Услышали меня или нет? Да, спасибо. Теперь следующее правило. Запомните, как только вы почувствуете себя старшим и будете позволять людям быть хуже, чем вы, они сразу будут вас любить за это. Начнут вас любить и уважать. И как только начнется уважение между вами, это такая особенная вещь, которая открывает ушки. Потому что младшим можно только одним способом служить, это снисходительностью. Причем в работе не должно быть снисходительности. Они должны выполнять всю свою работу, в этом должна быть строгость и принципиальность, снисходительность в качествах человека. Относитесь к людям по-доброму в их качествах. Прощайте им природные их недостатки.
Если это и есть любовь к младшему. Когда вы эту любовь будете проявлять, у них откроются ушки по отношению к вам. И когда у них откроются ушки, не сейчас, а когда у них откроются ушки, то вы сделаете перед работой 5 минут, как сделал один мой знакомый. 10-15 минут. Он сказал, психологические исследования показали, что если мы все садимся перед работой и 15 минут просто слушаем какую-нибудь нравственную лекцию, то работа становится лучше. Мы работаем потом слаженнее, дружим друг с другом лучше, у нас отношения лучше, и у нас все складывается. И он включает мои лекции перед работой на 15 минут, и часть сотрудников в коллективе потом начинают постоянно слушать лекции. Он следит за этим, и этих сотрудников начинает развивать. А остальные просто работают и работают. И они довольны ими, но те, которые слушают, он приближает к себе и дает им более высокую квалификацию в жизни. Он их образовывает. И этот человек через 5-6 лет создаст мощную команду, которая потом будет иметь, если у вас 5 человек рядом с вами есть, можно 100 человеком управлять уже. Знаете, проблема ведь не в том, что у меня нет денег иметь большой коллектив. Проблема в том, что у меня нет соратников иметь большой коллектив. Понимаете? Есть. Так начните с малого. Сначала полюбите людей, чтобы у них ушки открылись, а потом начните их образовывать с помощью таких вроде бы полуофициальных мероприятий. Просто послушаем кусок лекции, а лекции кусок должен быть про их жизнь. Там это злободневный кусок должен быть, но не оскорбляющий, не оскорбительный. Просто образовательный. И все. Но вот сразу сейчас этого сделать невозможно. Если сейчас вы включите лекцию у себя на работе, вы старшие, и вас подумают, что вы ненормальный, шизофреник. Это делать ни в коем случае не надо. Нужно дойти до таких отношений с коллективом. Это будет ваша победа первая, если вы дойдете. Да, ваш вопрос. Кто следующий? Добрый вечер, Олег Геннадьевич. А я вас не вижу. Где? Я здесь. Вы просто говорите, не встаньте, чтобы... чтобы вас все видели. Да. Здравствуйте. Мы знакомы. Вот когда вы задаете вопросы, со всеми знакомитесь в этот момент. Я хочу задать вопрос. Первое, хочу сказать, что я очень рада нашей встрече. Хочется мне задать вопрос. Я определенное время своей жизни работала сама на себя. Сейчас я продолжаю свою деятельность, но устроилась в работу по найму. Мне очень тяжело. Вы ответили уже на свой вопрос. У меня были периоды в жизни, когда я устраивалась, но я уходила, потому что мне тяжело работать по найму. Правильно, все правильно. А работать на себя мало денег. Правильно? Нет. А зачем тогда по найму работать? Ну, потому что мне кажется, что мое предназначение это все равно связано с социумом, с людьми, Вы ошибаетесь. с детьми. Вы опять попали в ловушку неправильного понимания вещей. Вам надо работать на себя, а в свободное от работы время заниматься социумом. Но эта работа не предполагает использование времени только когда оно свободное на социум. То есть там есть график определенный, да? А вы найдите себе такую деятельность для социума, в которой вы можете пользоваться только своим временем. Вот социуму нужна куча всего, понимаете, которого женское, понимаете, общество нуждается в женской любви. Наше общество высыхает без энергии женщин, потому что женщины заняты производственным трудом. Женщины находятся в формальных отношениях в обществе, а общество нуждается в какой энергии женской? Неформальной, понимаете? Потому что в тех социальных проектах, где нуждаются люди в заботе женской, где женщины готовят, помогают людям, где они их лечат и так далее, там царит любовь и процветание. Понимаете, сейчас из-за того, что женщины поглощены просто работой обычной, общество теряет свою теплоту. Понимаете, люди даже не могут познакомиться с друг с другом, потому что это женщины делают. Даже люди жениться не могут, потому что это женщины женят других людей. Они сводят людей, женщины знакомят, женщины сводят, женщины помогают, заботятся, это все делают женщины. И в другой, в той культуре, которая
которой раньше люди жили, они чувствовали себя намного лучше и счастливее. Выйду на улицу, гляну на село, девки гуляют, и мне весело. Понимаете, нет? Чувствуете разницу? Сейчас девки не гуляют на улице. Они по машинам все сидят. Вам надо просто найти себе деятельность, которая будет помогать обществу, и при этом вы не будете ни от кого зависеть. И тогда вы будете чувствовать себя очень комфортно. Это просто надо пошевелить головой чуть-чуть, и все. Это не сложно. Я нашла свою деятельность. Вы заботитесь об обществе, да? В социальном плане, если я работаю по Социально. найму, то да. Нет, не знаю. Просто вы работаете дома, а в свободное время заботитесь о людях. Я не скажу, что это забота о людях, но я... Я говорю, как надо делать вам сейчас. Спасибо. А не как вы делаете, понимаете? Можно еще раз повторить формулировку, чтобы она... Мы с вами друг друга не понимаем. У меня одна пациентка пришла и говорит: Олег Геннадьевич, у меня запоры. И я как бы ей говорю, про лечение. Я ей говорю про лечение. Говорю: а сколько вы сможете раз в неделю ходить? Она говорит: только 2. Я говорю: я тогда вас не вылечу, потому что 2 раза ходить это мало. Я имел в виду сюда приходить на прием. Она говорит: если сильно постараться, то 3. Я говорю: даже 3 это мало. Она говорит: тогда я не смогу у вас лечиться, потому что больше 3 раз я не смогу ходить. А потом рядом со мной ассистент сидел, он начал смеяться, говорит: по-моему, Олег Геннадьевич, о разных вещах говорит. Мы с вами тоже разговариваем, я чувствую, мы не понимаем друг друга. Вам одно говорим, не другое. Просто у меня было ощущение, что я как будто бы возвышаюсь над людьми, но мне тяжело, например, работать в коллективе, потому что там очень много сплетен. А вам не надо работать в коллективе. Да вы... Я, может, 3 раза об этом сказал. Вам надо заниматься социальной деятельностью, просто заботьтесь о людях. Вот, допустим, вы берете в доме бабушку какую-то, приходите к ней, говорит: бабулечка, я пришла к тебе убираться. Она скажет: что ты что? Скажет: да, у нас такая акция, забота о пожилых людях. Она скажет: заходи, кушать будешь? Скажет: нет, сначала убираемся, потом все остальное. И вы моете ей пол, там, ванне ей моете, там, подмываете ее. Все, она не может ходить, больная, тяжелая. Она говорит: доченька, я тебя благословляю, чтобы у тебя в жизни все хорошо было, спасибо тебе. Вот это называется то, что вы должны делать. Один из вариантов. Второй вариант — напечь пирожки, раздать соседям. Третий вариант — посадить газоны на улице. Требуются для этого какие-то деловые отношения? Нет, просто пошла, вскопала, цветочки посадила, всем улыбаемся, все. Называется социальная деятельность женщины. Каждая женщина в свободное время должна этим заниматься. Мне нравится. И у вас полдома подружками станет. И вас сделают, знаете, кем? Домоуправительницей. Потом со временем. Потому что у вас природа менеджера будет, менеджером. Но вы не можете подчиняться никому. Поэтому не надо нигде работать. Сами создайте эту деятельность. Я вам уже все сказал, что нужно. Благодарю. Дальше, следующий. Олег Геннадьевич, здравствуйте. У меня вопрос такого характера. Мы с компаньоном строим совместный бизнес. И может ли отношение компаньона в семье повлиять на наш совместный бизнес? Грубо говоря, да, может, да? Конечно. То есть, чем хуже он себя ведет по отношению к своей жене, тем измены, гулянки, и это сказывается на общем деле. И как тогда мне быть в такой ситуации? Дело же общее. А вы поймите такую вещь, что даже не эта ситуация развалит ваши отношения. Они развалятся, несомненно, в любом случае, если вы не сделаете следующее. Поймите, что у вас сейчас отношения в страсти с компаньоном. Отношения в страсти всегда разваливаются. И чаще всего не по причине пьяных гулянок компаньона,
а по другой причине. Понимаете, не дай Бог вам стать успешными. Как только вы начнете вместе зарабатывать деньги, с этого момента немедленно вы развалитесь, потому что начнется дележка, понимаете? Это бывает всегда. У меня было 1000 примеров, как это работает. Люди, когда имеют деньги целью, и они объединяются с этой целью вместе, они не могут удержаться долго, потому что деньги же их и разрушат. Поэтому у вас сейчас другое должно быть желание. И также вы должны не думать о том, какая жизнь у компаньона в семье. Его жизнь — результат его мышления. Вам лучше сейчас пытаться дать ему послушать лекции как-то или говорить ему о жизни там и так далее. Очень ненавязчиво, аккуратно. Никуда его не тянуть, а просто по-дружески с ним общаться на эти темы. И если у него пойдет мышление в эту сторону, а я чувствую, что пойдет, то у вас будет мощный бизнес потом. Вам надо сначала стать соратниками. У соратников одна линия в жизни, одна цель. Но это не деньги, понимаете? Это другое, что-то более высокое должно быть. Спасибо. Но сейчас не обращайте внимания на то, что он делает. Он делает, живет так, как может. Да, вот женщина в белом, да, она уже давно тянет руку, да, вот белая, вот женщина в белом. Вот. Параматма что-то неправильно у нас работает. Нет, женщина в белом. Да, она уже полчаса тянет руку, и никто не замечает, она уже с ума сошла. Она за всем залом, а не только те, кто с краю. Да? Здравствуйте. У меня вот такой вот вопрос. У меня есть 2 замечательных работы. Только вы успокойтесь, расслабьтесь. Вы же все уже спрашиваете. Это уже вопрос начался, да. Вот у меня есть 2 замечательных работы, которые я очень сильно люблю. А у вас семья есть? Да, у меня 2 ребенка. С мужем хорошие отношения? Да, он со мной сидит здесь. Все, тогда дальше спрашиваем. Вот, и мне предлагают 3-ю работу, которая связана с реабилитацией как раз людей, которые там после аварии. А муж как считает, как можно микрофончик, да? Как вы нормально к этому относитесь, что жена не будет дома, а будет на 3-й работе? Вот в этом и заключается вопрос. То есть я хотела, конечно, с вами... Почему вы тогда меня спрашиваете, а не мужа? А я ей уже отвечал на этот вопрос. Она хочет у вас спросить. Вот в чем дело. Ну тогда давайте микрофончик назад. Вы мужа своего любите, нет? Конечно. А в чем любовь заключается? Добродетель. То есть поступки... А вы снисходительно ему спускать на него свою любовь, да? А как? В чем Я она? вижу человека, который добродетель. То есть это человек какой-то для меня бескорыстный. То есть я в его поступках очень часто замечаю вот именно... Это вы говорите сейчас про его поступки, а я говорю про вашу любовь по отношению к нему. В чем она проявляется? Нет, в чем она должна проявляться? В служении. То есть... А в чем заключается главное служение женщины мужу? Ну, во-первых, это как бы, да, слушаться, это какие-то... Видите, вы на все вопросы уже ответили. То есть самое главное служение мужу – это слушать его советы. А женщине слушать советы очень трудно мужа. Олег Геннадьевич гораздо легче. Знаете, просто мне кажется, что дело в том, Я знаю, что вам кажется. Вы сейчас 1000 причин найдете, почему не надо слушать советы мужа. А я вам сейчас найду одну причину только, которая вас все-таки убедит в том, что надо это делать. Есть только одна причина. Запомните, есть 1000 способов вам объяснить себе, что вы любите своего мужа. Но ваша любовь к нему проявится только одним способом, если вы начнете слушать его совет. Хоть это и аскеза для вас. И через него действует Бог в данном случае, а не через меня. Услышали? Да. Теперь мужу трубочку. Теперь вы, пожалуйста, прокомментируйте наш разговор, что-то скажите. Что-то доброе, по-доброму что-то скажите. По-доброму. Я желаю всем счастья. Спасибо вам. Спасибо. Видите, он вас любит, он не стал вас ругать при всех. А можно было поругать чуть-чуть, 100%. Хороший человек у вас муж. Замечательный. Да? Олег Геннадьевич,
У меня есть друг, который хочет открыть свой бизнес, продукцию халяли. Ну, Кого? Продукция халяли. Ну, это как бы мясо, которое... А я просто давно мясо не ем, не знаю, как называется. Так? В исламе есть такое направление, что вот мясо, оно забивается с молитвами. Забивается с молитвами, да? Да, бывает животное. Ну давайте я сейчас с молитвами вас забью. Там такое обычай, что животное забивается с молитвами, Ну, и оно не считается греховным. Не греховным? Ну, как я сейчас забью с молитвой, будет нормально. Не греховно совсем. Ну, просто ислам не против этого. Это уже другой вопрос. Есть разные попустительства. Во всех религиях есть ограничения на мясо, во всех. Есть посты на мясо. Но просто разные религии относятся к этому по-разному, потому что есть попустительство к этому, потому что есть сильная наклонность у людей к этому. А есть в некоторых верах конкретно говорят, что этого нельзя делать. Допустим, в православии 1/3 в году люди ограничивают себя мясной пищей через посты. Но им не говорится непосредственно, что мясо это плохая пища. Поэтому все зависит от того, на каком уровне сознания человек находится. То есть, если он не понимает этих глубоких вопросов, как это понимал Лев Толстой, допустим, то такая деятельность для него нормально приемлема. Забивать животного с молитвой лучше, чем без молитвы, однозначно. Нет, я серьезно говорю, потому что во всех священных писаниях есть на это разрешение. Даже в Ведах говорится, что если человек не может без мяса, он хотя бы должен убивать животное с молитвой. Но при этом он должен знать, что это не слишком хорошо, даже в этом. Ну, то есть, если он об этом знает, проблем нет. То есть, получается, лучше этой деятельностью не заниматься. Но вы ему об этом не говорите. Вы просто сами поймите об этом. Но если вы ему об этом скажете, то вы потеряете с этим человеком отношения. Потому что это философский вопрос, и очень сложно это понимать. Не надо ограничивать то в человеке, что он не может себе ограничить. Поэтому для этого существуют определенные религиозные правила, которые дают возможность человеку что-то понимать в этом вопросе. Например, если религиозное правило говорит, можно животное забивать с молитвами, это значит, что человек может это делать, и Бог ему это простит. Но это не значит, что это хорошо. Просто есть определенные учения для людей, которые не могут от чего-то отказаться. Я даже знаю одного человека, который послушал мои лекции, и он услышал, что можно, с молитвами выпивать. Вот я вам серьезно говорю, была такая ситуация. И он начал молиться Богу и выпивать. И знаете, что произошло? Он начал испытывать глубочайшее отвращение к спиртному. Его начало рвать, тошнить от спиртного. И он перестал пить просто, и все. Но началось все с того, что он пил с молитвой. Вы слышали меня? Сложный вопрос. Сложный. Преждевременно немножко. Для вас преждевременно. Давайте мы закончим беседу, потому что у нас уже осталось мало времени, мы должны сесть прямо все. Нет, вопросов уже больше не будет. Завтра. Мы сейчас будем тренироваться. Да? С музыкой или без музыки? Хорошо. Давайте включим православную молитву, потому что здесь больше всего православных людей. Кто из вас православным себя считает? Поднимите. Кто мусульманин? Эти 23 человека всего. Православных больше, поэтому православную молитву. Надо учиться любить любые веры, любые молитвы. Это правильное образование, которое дает мир на земле. Мы должны любить все, что создано Богом.
относиться к этому очень благосклонно и с любовью. Я желаю всем счастья. 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 Желаю всем счастья. Я 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 желаю
счастья. Я желаю всем счастья. Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, любви, знания, всего самого светлого в вашей судьбе. Я очень благодарен вам всем за то, что вы были со мной все это время. Особенно тем, кто вот написали эти записки, благодарность. Спасибо вам большое. Всего доброго.